Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем всех участников методического форума «Педагог, профессионал, наставник» и начинаем нашу интерактивную сессию «Пути преобразований» от команды проекта 500+. В рамках нашего первого трека мы обсудим деятельность кураторов школ проекта 500+, и я приглашаю занять свои места в белых креслах наших первых выступающих. Иван Николаевич Бабков, заместитель директора по научно-методической работе школы номер 35, город Сыктывкар. Вакушкина Людмила Ивановна, заместитель директора по учебной работе школы номер 15, город Сыктывкар. Это школьная команда 2021 года, которая поделится с нами своим опытом. Так, и приглашаю также школьную команду Ангелина Сергеевна Шуктумова, заместитель директора по учебной работе школы номер 22, город Сыктывкар, и Ольга Феликсовна Безносикова, директор школы номер 11, город Сыктывкар. Ничего не делает. Коллеги, сегодня мы с вами собрались на интерактивную сессию. Мы хотели бы, чтобы наша с вами работа была активной, чтобы наша с вами работа была интерактивной. И все коллеги, кто сегодня по ту сторону экрана находится, на данный момент мы видим 22 участника к нам уже подключилось, будем надеяться, что их будет еще больше, что вы все будете с нами активно работать и взаимодействовать. Мне бы хотелось напомнить о том, что... информационно-методическая поддержка проекта осуществляется на различных информационных ресурсах. Это телеграм-канал 500+коми, это платформа «Мобильный методист», это информационно-коммуникационная платформа «Сферум» и другие наши ресурсы, конечно, в первую очередь это электронная почта и наша телефонная связь. Начать нашу интерактивную сессию хотелось бы с такого вопроса. С чего начинаются преобразования? Коллеги, вот вы бы для себя каким образом дали ответ на данный вопрос? Мы сейчас говорим о преобразованиях в широком смысле, можно так понимать. Можно говорить о преобразованиях в конкретной школе, можно говорить о преобразованиях в рамках конкретного нашего проекта 500+, проекта адресной поддержки школ с низкими результатами обучения. Пожалуйста, ваше предложение. Коллеги, кто по ту сторону экрана, вы можете в чате написать. С анализа чего? С анализа своей деятельности. Хорошо. Еще какие есть предложения? Диагностика. Диагностика чего? Кого? Диагностика, да, которая поможет выявить проблемы. С осознания этих проблем, да, с их понимания. Еще есть какие-то предложения? Замечательно. Знакомство с самим собой, знакомство со своей школой, да, самоопределение, да, смысл образования, для чего мне все это надо, а зачем я это делаю. Коллеги, по ту сторону экрана у нас есть какие-то предложения? Прошу показать чат. Так, пока не включились еще. Коллеги, пожалуйста, свои предложения, предположения в чате зафиксируйте. Сессия у нас интерактивная, то есть должны быть активны все участники, не только те, кто собрался в нашей студии. Так, ну пока коллеги думают, мы с вами должны понимать, да, что начинать свою работу мы должны с анализа ситуации, да, причем посмотреть это в динамике. Не только на сегодняшний день состояние, да, но что было вчера, что было позавчера, чтобы увидеть, в какую сторону же мы все-таки с вами движемся. Да, у нас положительная динамика, либо отрицательная динамика, либо мы с вами стоим на месте. Выявление проблем, как вы верно отметили, и это определение факторов риска. Да, почему же эти проблемы у нас возникают? Что влияет на то, что мы не можем достичь желаемого результата? И начинаем мы нашу сегодняшнюю интерактивную сессию как раз вот с анализа ситуации в динамике по результатам оценочных процедур и попробуем с вами выявить проблемы, определить основные факторы риска. Мы проанализировали результаты
оценочных процедур ОГЭ, ЕГЭ за 2020-2022 год по 106 образовательным организациям, которые были включены в списки Рособорнадзора как школы с низкими результатами в 2019 и 2021 годах. Из них участниками проекта 500+, в 2021 году было 25 образовательных организаций, а в 2022 году 29 образовательных организаций. Что мы анализировали? Да? Мы смотрели такой показатель, как доля обучающихся, которые продемонстрировали овладение базовым уровнем предметной подготовки и высоким уровнем предметной подготовки по двум предметам. Смотрели математику, русский язык, да, потому что это предметы обязательные для всех. Но при этом обращаем внимание, что данные за 2022 год, они представлены еще без учета пересдач, и сейчас можно предположить, что эти результаты несколько повысились. Сейчас несколько слайдов пролистаем. Кто мне поможет пролистать? Итак, видим результаты школ проекта 2021 года. В таблицах желтым цветом выделены показатели 100%, то есть 100% обучающихся достигли базового либо высокого уровня подготовки. И зеленым цветом выделена динамика, да, то есть если есть хотя бы какая-то даже несущественная динамика в результатах. Вторая группа школ. Третья группа школ. Видим, да, что желтенького цвета достаточно много на базовом уровне, особенно по русскому языку. По математике все несколько сложнее. Но давайте посмотрим, что же в итоге у нас получилось. Мы увидели, что базового уровня предметной подготовки по русскому языку 100% обучающихся достигли в 2021 году в 22 образовательных организациях, в 2022 году 19 образовательных организаций. Снижение идет. Видим, да, динамика отрицательная. Но при этом есть школы, в которых есть положительная динамика. Это школа 15-я города Сыктывкара, школа села Джером, поселка Джером и школа села Пожик. Но при этом мы увидели, что есть и такие образовательные организации, которые демонстрируют отрицательную динамику. То есть стало меньше обучающихся, которые достигли 100% базового уровня предметной подготовки. Представлены они на слайде. Что мы с вами видим по высокому уровню? 100% обучающихся достигли высокого уровня предметной подготовки. В 2021 году таких школ было 4. Усть-Лэкчум, Куратова, Чернутьевская СОЖ и Синегорская СОЖ. В 2022 году только одна образовательная организация. В остальных 100% высокого уровня предметной подготовки не достигли. Более чем 50% обучающихся достигли высокого уровня предметной подготовки. В 2021 году 17 образовательных организаций, в 2022 – 16 образовательных организаций. Это разные организации, мы с вами понимаем. При этом есть школы, в которых есть положительная динамика. В 2022 году в сравнении с 2021 годом это вот 7 школ, которые здесь представлены. 15-я школа Сыктывкар, школа Джерома, Пожик, Парма, 18-я школа Ухта, Брикаланская СОЖ и школа села Усть-Вын. Есть у нас лидер, это Синегорская школа, которая показала достижение и базового, и высокого уровня предметной подготовки 100% обучающихся. Вот таковы результаты по русскому языку. Посмотрим, что у нас там по математике. По математике. Базового уровня предметной подготовки достигли 100% обучающихся 21 образовательной организации в 2021 году и всего в 5 образовательных организациях в 2022 году. Смотрите, какое серьезное снижение результатов идет по математике. Положительная динамика только в одной школе отмечена. Это школа села Пожик. Ну, кроме тех 5, в которых 100%. Да? Высокого уровня предметной подготовки в 2021 году достигли только в одной школе ребята, 100%, в школе Куратова. В 2022 году ни одной такой школы нет, в которой все 100% достигли бы высокого уровня предметной подготовки по математике. Есть над чем задуматься. Видим, что результаты снижаются. И при этом, посмотрите,
Есть школы, в которых вообще отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки. Это школы, которые прошли через проект 500+ в 2021 году. Ну, есть и положительная динамика. В 8 школах она отмечается, в том числе 15-я школа Сыктывкар, 6-я школа Инта, 18-я школа Ухта, школа Серегова, школа номер 1 Троицко-Печорск, Усть-Вынь, Пожик и Синегорская школа. То есть, коллеги, если вы с нами, представители школ 2021 года, надо подумать, как дальше развивать проект 500+ в своих образовательных организациях. Мы с вами создавали нашу концепцию развития образовательной организации на 3 года. Да? То есть год вы проработали с нами в проекте в 2021 году, в этом году какая-то работа у вас должна быть реализована. Если есть необходимость, вы можете провести корректировку ваших концепций, ваших среднесрочных программ развития, которые вы составляете на год. Антирисковые программы у вас тоже должны быть составлены на год. То есть подумать, может быть, не те риски вами были выбраны для работы в проекте, и есть какие-то другие факторы, которые влияют на то, что отсутствует положительная динамика. Давайте обратимся к результатам ЕГЭ. Видим, что есть школы, в которых 100% ребят достигают базового уровня подготовки по русскому языку. Высокого уровня, к сожалению, не так много. А по математике, обратите внимание, тоже есть, да, и высокий уровень, но не так много, и базовый уровень тоже представлен. Итак, по русскому языку базового уровня по результатам ЕГЭ достигли 100% обучающих. В 2020 году таких было 19 образовательных организаций, в 2021 – 18, в 2022 – 18. В 2021 году положительная динамика ни в одной школе не отмечена, но при этом 17 образовательных организаций сохранили вот эту вот долю 100%. Да? То есть можно сказать, что это стабильный, хороший результат, уже неплохой. И отрицательная динамика в 2022 году была обнаружена в одной из школ, это школа 18 города Ухты. Высокий уровень предметной подготовки. 100% обучающихся в 2020 году достигли в 5 образовательных организациях, они здесь представлены на слайде. В 2021 году таких образовательных организаций было 4, в 2022 году 1. Это школа села Подтыбук. При этом видим, что высокого уровня предметной подготовки достигли более чем 50% обучающихся. В 2020 году таких школ было 12, в 2021 – 12, в 2022 – 13. Да, то есть небольшая какая-то положительная динамика присутствует, но при этом есть и отрицательная динамика в 2022 году в 8 школах. Ну, по русскому языку еще более-менее у нас результаты, можно сказать, демонстрирующие положительную динамику. По математике здесь, конечно, все сложнее, особенно с высоким уровнем. Положительная динамика в 2021 году 5 школ демонстрируют, отрицательная динамика 2 образовательные организации, но при этом высокий уровень, да, только в 2 школах. И в 2020 году, и в 2021, и в 2022 году только по 2 школы демонстрируют достижение высокого уровня 100% обучающихся. И не такое большое количество достижения высокого уровня более чем 50% обучающихся. В 2020 году было 2 школы, в 2021 – 2, в 2022 – 6 школ. И также настораживает тот факт, что отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки в достаточно большом количестве школ. Посмотрите, в 2020 году таких школ было 11, в 2021 – 7, в 2022 – 7. Но есть и положительная динамика в отдельных образовательных организациях. Есть школы, в которых есть хорошая динамика и по результатам ОГЭ, и по результатам ЕГЭ. И сегодня
некоторые из этих школ присутствуют на нашем мероприятии, поделятся своим опытом, как им этого удалось достичь. Это школа 15 Сыктывкар, школа 18 Ухта, школа поселка Аджиром, школа номер 1 Троицко-Печорск, школа села Усть-Вым, школа села Пожик. Да, то есть вот те, у которых есть положительная динамика и по результатам ОГЭ, и по результатам ЕГЭ. И вторая группа школ. Вот посмотрите, в конце есть несколько школ, в которых положительная динамика отсутствует. То есть нужно задуматься над тем, каковы результаты участия этих школ в проекте 500+, почему положительной динамики не возникло. Ну, теперь обратимся к результатам школ, которые участвуют в проекте в этом году, в 2022 году. Тоже видим картинку цветную. Есть школы, в которых 100% обучающихся достигли базового уровня и в 2021 и 2022 годах по русскому языку и по математике. Но с высоким уровнем, опять же, видим, да, есть проблемы. Вторая группа школ. По высокому уровню нет ни одного стопроцентного результата достижения. Третья группа школ. Мгм. Так, ну давайте посмотрим описание результатов. Базовый уровень по русскому языку. 100% обучающихся достигли в 2021 году, таких школ было 26, в 2022 – 21. Некоторое снижение идет, но при этом есть положительная динамика в школе номер 12 города Воркуты. Высокого уровня в 2021 году 100% обучающихся ни в одной школе не достигли по русскому языку. В 2022 году только одна школа, Ручевская школа, Усть-Куломский район. Более чем 50% обучающихся в 2021 году было 24 школы, в 2022 – 17 школ достигли высокого уровня предметной подготовки по русскому языку. И при этом отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки. В 2022 году таких 2 школы у нас выявилось. Одна из них была и в 2021 году. Да, то есть школа, в которой повторяется ситуация, значит, какие-то факторы, постоянно действующие, еще пока не были школой проработаны и устранены. Ну, радует, конечно, что в 10 школах есть положительная динамика по результатам ОГЭ. Это 38-я школа Сыктывкар, 1-я школа Вуктыл, школа поселка Луговой, Вухтым, Ясныкская, школа, основная общеобразовательная школа Троицко-Печорска, Усогорская СОЖ, СОЖ номер 1 Жешер, Кибаньольская СОЖ и Ручевская СОЖ. При этом, обратите внимание, Ручевская СОЖ, она демонстрирует достижение и базового высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 100% обучающихся. По математике. Смотрите, какое снижение идет серьезное. Да? В 2021 году в 24 школах достигли базового уровня 100% обучающихся, в 2022 году всего 8 школ. Но есть школы, в которой есть положительная динамика по математике. По русскому у нее была отрицательная, а по математике положительная. Высокий уровень предметной подготовки. В 2021 году ни одной школы не было. В 2022 году появляются 3 школы, которых 100% обучающихся достигли высокого уровня предметной подготовки. Часовская, Деревянск и Ручевская. Более чем 50% обучающихся достигли высокого уровня по математике. В 2021 году 6 школ, в 2022 году 5 школ. И опять же мы видим, что есть такие школы, в которых вообще отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки по математике. Но 13 школ при этом демонстрируют положительную динамику. Это радует, значит, эти школы нашли какие-то пути для повышения образовательных результатов, и некоторые из них поделятся с нами своими
секретами и, возможно, методическими находками и управленческими механизмами. Посмотрим результаты ЕГЭ. По базовому уровню видим, да, есть 100%, есть хорошая динамика, по высокому уровню 100% достижения школы демонстрируют в очень небольшом количестве. Так, 100% обучающихся достигли базового уровня в 2022 году 19 школ. Здесь мы видим, есть некоторая стабильность в сравнении с 2021 годом. Положительную динамику демонстрируют 5 школ. При этом 14 школ сохранили долю 100% обучающихся. Это тоже хороший показатель. Высокого уровня достигли 100% обучающихся. В 2020 году это была одна школа села Нившера. В 2021-2022 году таких школ нет. И видим, да, что по показателю достижения высокого уровня более чем 50% обучающихся. В 2022 году таких школ стало больше, чем в 2021 и в 2020 году. И есть школы, которые демонстрируют положительную динамику. По математике есть положительная динамика по достижению базового уровня 100% обучающихся. В 5 школах в 2022 году такая положительная динамика отмечается. И мы видим, что по высокому уровню, по достижению 100% обучающихся высокого уровня предметной подготовки тоже есть хорошая динамика. Если в 2020-2021 году таких школ вообще не было, то в 2022 году таких школ 5. На слайде они представлены. И растет число школ, в которых растет доля обучающихся, достигших высокого уровня предметной подготовки. Более 50% таких обучающихся в 9 школах уже есть. Но при этом видим, что сохраняются школы, в которых отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки. 4 школы пока еще в 2022 году есть. И положительная динамика в 2022 году в 10 школах. И если мы посмотрим в целом по итогам ОГЭ и ЕГЭ, если посмотрим, коллеги, помогите, пожалуйста, перелистнуть слайд. Так, мы видим, да, что большая группа школ, больше половины участников проекта, они демонстрируют положительную динамику и по результатам ОГЭ, и по результатам ЕГЭ. И есть школы, в которых положительная динамика либо по результатам ОГЭ, либо по результатам ЕГЭ. То есть здесь представлены только те школы, которые сдавали ЕГЭ. У нас есть несколько школ, которые ЕГЭ не сдавали. Но при этом видим, что есть школы, в которых пока положительной динамики еще не отмечено. Так, коллеги, что же нам делать теперь с этими результатами полученными? Почему в каких-то школах нет положительной динамики? Потому что, наверное, есть какие-то факторы, да, которые влияют на качество образования и пока не дают еще школе возможности повысить свои образовательные результаты. Какие же это факторы? Все факторы можно разделить на 3 основные группы. Первая группа – это школьные ресурсы. Достаточное количество учителей. А мы с вами видим, да, по результатам анализа рисковых профилей школ, что во многих школах нехватка учителей. Да? Это оснащенность лабораторным оборудованием. Есть школы, в которых пока еще наблюдается ресурсный дефицит. Это достаточное количество компьютеров с выходом в интернет. Есть у нас школы, в том числе вот из того списка, в которых пока нет положительной динамики, у которых интернет нестабильный, либо он вообще отсутствует в здании образовательной организации.
Это, конечно, состояние зданий, которое должно соответствовать современным требованиям и нормам. Есть у нас пока еще такие школы, которые современным требованиям не соответствуют. И, конечно, это возможность для ребят посещать различные творческие кружки, но для этого тоже нужны какие-то определенные, в том числе и материально-технические ресурсы. Вторая группа факторов связана со школьным климатом. Коллеги, мы с вами понимаем, да, что в школе, конечно, должна быть обеспечена безопасность для всех участников образовательных отношений. И для обучающихся, и для педагогов, и для родителей обучающихся. Ситуация, которая произошла на днях, да, она диктует нам необходимость еще раз проанализировать состояние школьной безопасности. Но в том числе, когда мы с вами говорим о безопасности в отношении именно школьного климата, здесь имеется в виду и психологическая безопасность наших обучающихся, да и учителей тоже. Да? Конечно, это учебный процесс, который должен поддерживать обучение, мотивировать. То есть учителя должны использовать такие технологии, которые позволяют ребятам включаться в обучение с радостью, используя при этом определенные технологии для их вовлечения и для повышения их мотивации. И, конечно, это вот защита от различных эмоционально-поведенческих проблем, которые у ребят могут возникать. И здесь тоже определенную работу мы с вами можем осуществить. Большая группа факторов связана непосредственно с кадровым потенциалом. Это характеристики учителей. Вот эти факторы, они были выделены в ходе исследования ПИЗа в 2018 году. Ребята заполняли анкеты и отмечали, что есть учителя, которые не всегда проявляют уважительное и внимательное отношение к ним, к ученикам, которые не всегда оказывают поддержку в обучении. Поведение этих учителей может даже затруднять обучение. А учителя в своих анкетах отмечали, что не всегда в школе выстроено сотрудничество учителей. То есть вот эти факторы, они, конечно же, будут в конечном итоге влиять на качество образовательных результатов. Но мы с вами на что чаще всего обращаем внимание прежде всего? Ну, вот на школьные ресурсы. Да? Нам кажется, что вот если в школе оснастить все кабинеты необходимым оборудованием, поставить компьютер, повесить интерактивные доски, то все, качество повысится на 100%. Нет, конечно. Потому что есть и другие факторы, которые скрыты от нас. Школьный климат, характеристики учителей. И над этим тоже необходимо работать. Верно вы говорили, что начинать надо с анализа ситуации. Посмотреть, что же там у вас все-таки происходит. Мы знаем, что большинство школ проводили самодиагностику. Выявляли внутренние условия школы, выявляли внешние условия школы. Увидели, да, что западает. Возможно, где-то надо еще глубже провести, чтобы увидеть вот эти скрытые факторы. Если вы пока еще не выходите на повышение своих образовательных результатов. Рекомендации, которые дает ФИОКа по результатам анализа вот этих вот результатов ПИЗа 2018 года. Мы с вами должны понимать, что достижение высоких результатов образования, оно, конечно, невозможно без непрерывного профессионального развития педагогов. Педагог должен учиться постоянно. Да? Помните, Ушинский говорил, что педагог должен учиться в течение всей жизни. Да? Педагог, который перестает учиться, перестает быть педагогом. Мы должны понимать, что методическая работа в школе, она не должна останавливаться только на факте повышения квалификации. Прошел учитель повышения квалификации в нашем институте, например, привез вам удостоверение, показал и говорит: «О, теперь 5 лет я могу ничего не делать». Неправильно это. Вы должны его подхватить на уровне муниципалитета, на уровне республики мы проводим много самых разных мероприятий для повышения профессионального мастерства педагогов. Нужно, чтобы педагог включался в это сопровождение. Мы готовы сформировать индивидуальные образовательные траектории для каждого педагога. Мы готовы провести диагностику профессиональных дефицитов, и многие из ваших педагогов уже принимали в этом участие. Да? Они знают, что у них есть определенные дефициты, а вот что с этим делать дальше? Не все из них обращаются к нам,
Мы пытаемся каким-то образом выходить на муниципалитеты. Есть у нас муниципальные координаторы по профессиональному развитию в каждом муниципалитете. Но пока до каждой школы, до каждого педагога нам еще сложно достучаться, чтобы они воспользовались тем предложением, тем индивидуальным образовательным маршрутом, которые мы готовы для него составить. Конечно, важно понимать, что мотивация школьников к обучению, дисциплина на уроке, взаимоотношения в школе, они должны регулироваться теми практиками, которые применяются школьной командой. И сегодня коллеги нам некоторые практики представят, поделятся своими наработками, как лучше выстроить вот это взаимодействие в школе. Важно понимать, что образовательные организации, которые взаимодействуют с окружающей средой, да, которые открыты к этому взаимодействию, которые устанавливают партнерские отношения с другими организациями, находящимися по соседству, конечно, будут добиваться более высоких результатов. Потому что увеличивается круг ресурсов, увеличивается круг возможностей, и это идет на пользу всем и обучающимся, и учителям, и родителям. Также мы с вами сегодня понимаем, что практики преподавания предметов, они, конечно же, нуждаются в обновлении. Должны понимать, что развитие метапредметных умений, межпредметных связей в рамках школьных курсов пока еще является э, недостаточно отработано, но это важное условие для повышения результатов. И мы с вами видим, что обновленный федеральный государственный образовательный стандарт, он как раз дает нам новые возможности для использования вот этих межпредметных связей, для формирования метапредметных результатов, для формирования личностных результатов. Все это теперь очень конкретно прописано, связано с содержанием того или иного учебного предмета. Очень подробные рекомендации нам сейчас с вами даются, то есть большая помощь оказывается уже со стороны государства для нас всех. Многие из вас, из присутствующих здесь педагогов, прошли обучение на курсах повышения квалификации по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Руководители образовательных организаций тоже прошли повышение квалификации на этих курсах. Да? И, конечно, большие возможности для повышения результатов дает участие школ и в других проектах. У нас в проекте есть несколько школ, которые параллельно участвуют в проекте «Современная школа» в плане создания точки роста на базе своей образовательной организации, использования ресурсов. У нас есть школы, которые вошли в новый проект «Школа Минпросвещения России». Сегодня они тоже поделятся с нами своими наработками и расскажут о том, как участие в этих других проектах позволяет им подстегнуть рост, качество образовательных результатов. Ну что ж, коллеги, мы готовы перейти к демонстрации ваших практик. И первый наш трек начинаем. Деятельность кураторов школ проекта 500+. Первая школьная команда, которая представит свою практику сотрудничества школы-куратора и школы с низкими образовательными результатами как условие эффективного движения в рамках проекта 500+. Приглашаю Бабкова Ивана Николаевича, школа номер 35, и Вакушкину Людмилу Ивановну, школа номер 15. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Начну сразу с нашего опыта. Я начну, а потом Людмила Ивановна продолжит. Сотрудничество школы номер 35 и школы номер 15. Школу номер 35 как школу куратора и школу номер 15 города Сыктывкара как школу с низкими образовательными результатами началось в марте 2021 года. На первой встрече управленческих команд школ при участии муниципального координатора коллеги из 15-й школы представили самоанализ, который вы сейчас увидите на слайде, с общей характеристикой школы, выявили слабые и сильные стороны. Можно следующий слайд как раз представить. Да, здесь как раз эту информацию коллеги из 15-й школы нам представили. Понятно, что первая встреча, она была такая неформальная. Мы приехали в Максаковку,
и вообще поговорили, что вот, во-первых, что из себя представляет школа, сколько человек обучается. Вы видите, что, в принципе, состав, он не менялся незначительно, по крайней мере, да. Вот, что коллеги могут сказать по поводу кадрового обеспечения, что могут сказать по поводу в целом уклада школьной жизни и традиций, которые существуют в школе. Вот, мы обо всем поговорили в марте 2021 года, вот, и понимали, что вот нам предстоит поработать целый год очень продуктивно. Вот, ну, у некоторых из коллег из 15-й школы возник вопрос, почему именно вы были определены в качестве школы куратора. Ну вот на следующем слайде мы тоже информацию подготовили о том, что, в принципе, сам по себе прошлый год, да, ну, имеется в виду э, предыдущий по сравнению с 21-м, 20 год мы очень активно поработали тоже коллективом, и наша школа стала победителем грантового конкурса, проводимый Министерством просвещения. 35-я школа стала победителем конкурсного отбора школ в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. Вот. И наш грантовый проект, он тоже перед вами, название его. То есть наша задача заключалась в реализации модели методической службы школы как сетевого ресурсного центра повышения качества общего образования, ориентированного на решение задач развития метапредметных умений. И в рамках этого проекта мы двигались по 3 основным направлениям ключевых. Первое направление – это развитие цифровой образовательной среды. Второе направление – это разработка и применение универсальных учебных материалов учителями 35-й школы, учителями города Сыктывкара. И самое главное, применение этих дидактических материалов в образовательном процессе для повышения, в первую очередь, метапредметных результатов, а именно познавательных умений. Ну и третье направление – это направление, которое касалось формирования ключевых, наверное, компетенций педагогов, связанных с использованием техник, приемов формирующего оценивания. Вот эти 3 направления мы прописали вот в грантовом проекте, и в конечном итоге уже когда узнали, что стали победителями, мы реализовывали вот эти 3 направления. Вот. И, конечно, накопленный опыт в 2020 году и опыт, наверное, по формированию своей внутренней системы оценки качества образования в нашей школе за последние годы, вот начиная с 2017 года, конечно, позволил нам, скорее всего, стать вот школой-куратором и обеспечить вот эту поддержку, методическую помощь в 15-й школе. Вот. Ну и понятно, что можно на следующий слайд тоже. Само сотрудничество школ, оно осуществлялось в основном через взаимодействие заместителей. То есть мы с Людмилой Ивановной активно работали. То есть в 2020 году мы вообще друг друга не знали. Вот, в 2021 году мы постоянно были, да, на связи. Вот. И на связи мы были с нашим муниципальным координатором, постоянно с Ларисой Борисовной Кореневой, заместителем директора Центра развития образования города Сыктывкара. То есть она очень много сделала для того, чтобы все-таки мы встречались, вот, для того, чтобы мы двигались, скажем так, вместе с 15-й школой, да, помогали им, вот, потому что ресурс тоже муниципалитета, ЦРО, он был очень важен для нас, вот, и, в принципе, 21 год, вот мы в рамках вот федерального проекта 500+, очень так плотно, дружно работали. В дальнейшем я хочу сказать, что в 2022 год мы в федеральный проект 500+ не вошли, но мы в этом году, в нынешнем, работаем в рамках муниципального проекта и также с 15-й школой взаимодействуем. Что касается наших первых действий, можно тоже на следующий слайд. Значит, здесь мы, как и все школы, начинали
Ну, с самого важного — это определение рискового профиля. И вот по итогам участия педагогов и учащихся 15 школы, и их родителей, в конечном итоге вы видите, по итогам вот участия в диагностике, были определены факторы риска, которые действительно актуальны были для 15 школы. И мы понимаем, что да, были определены 6, но нужно было все-таки выявить самое приоритетное направление. Вот. И, конечно, уже по итогам диагностики, по итогам встречи с педагогами, с руководством 15 школы, по итогам посещения первых уроков у учителей 15 школы, мы понимали, что ключевое направление — это первое, вот, и нужно в первую очередь будет работать в рамках вот этой задачи. И сам по себе вот этот первый риск, недостаточная предметная методическая компетентность педагогов, она проявлялась в нескольких направлениях, и мы в этом убедились не только педагогами там, администрации 35-й школы, но и сами коллеги с 15-й в этом убедились. Можно тоже продолжить, и на следующем слайде вы как раз увидите, в чем проявлялся вот этот риск, связанный с недостаточной предметной методической компетентностью. То есть, во-первых, в коллективе отсутствовал такой единый какой-то согласованный подход к пониманию вот прогресса ученика с точки зрения именно обучения. А, На уроках мы, конечно, вначале тоже увидели, что коллеги, когда проектируют уроки, проводят его, они, конечно, ориентируются в первую очередь на содержание предмета, а не, скажем так, то, чему должны дети научиться. То есть не на достижение планируемых результатов, которые прописаны у нас, в принципе, и в программах, и они проверяются в рамках различных оценочных процедур. То есть это мы в большинстве тоже изначально не увидели. Дальше — это слабая ориентировка в организации деятельности учащихся, направленных на развитие метапредметных умений, да. Работа именно по формированию метапредметных умений тоже здесь мы увидели вот этот слабую сторону тоже. Практическое отсутствие инструмента формирующего оценивания, ну и отсутствие практики методической работы, вот именно системной, чтобы коллеги вместе, может быть, с наставниками, но как раз проектировали, ну, те же самые уроки, например, да, с молодыми специалистами. Вот. Это что касается вот того, что мы увидели в рамках ключевого направления, с которым начали работать. Понятно, что реализация запланированных мер поддержки, она началась в соответствии с дорожной картой, которая была загружена в личном кабинете, вот, с которой все школы работают, которые в федеральном проекте 500+. То есть мы, понятно, что сначала подготовили все необходимые стратегические документы и документы, которые были там на 3 года, на год, вот, и согласовали все цели мероприятий, и потом уже начали реализовывать вот эти документы, которые были загружены. В дальнейшем, в период 10 по 20 марта, можно тоже следующий слайд коллегам показать, э, когда мы начали активно выезжать в 15-ю школу, мы первое, с чего начали, мы попросили вот Людмилу Ивановну, коллег из 15-й школы, чтобы они проанализировали результаты оценочных процедур за 20 год. Вот. И мы параллельно с заместителями 35-й школы анализировали ведение электронного журнала учителями 15-й школы. Вот. И, конечно, мы проанализировали и поняли, что мы должны вот в первую очередь встретиться по этому вопросу. Перед вами как раз представлена информация по 2 семинарам, которые мы провели, практикоориентированные семинары. Значит, первые 4 вопроса — это повестка первого семинара. Здесь все относилось к тому, как учителя работают в системе ГИСО, вот, насколько они, значит, формируют
и домашние задания, и насколько они выбирают типы заданий, направленные на достижение планируемых результатов. Да, и здесь мы выявили очень много тоже, скажем так, сложностей со стороны учителей, может, даже непонимание изначально, что, в принципе, к чему они должны идти. Вот. И вторые три вопроса – это повестка второго семинара. И здесь мы уже говорили о разработке и реализации программы развития универсальных учебных действий и стратегии смыслового чтения. То есть был практикум. В первом случае это практикум по обоснованию форм заданий, именно при работе учителя в ГИСО, да. И второй практикум – это разработка заданий уже на основе стратегии смыслового чтения. Вот, то есть были проведены очных семинара, это были каникулы у детей. Вот, и тогда мы самую главную мысль пытались донести до учителей, и здорово, что здесь нам не требовалось, скажем так, каких-то дополнительных усилий, потому что все учителя были вовлечены в групповую работу, в обсуждение, и как раз вот через групповое обсуждение коллеги сами пришли к выводу, что им нужно перестроить работу. Перестроить работу в соответствии именно с теми требованиями, которые должны, ну, которые у нас есть в, понятно, стандартах. И, в принципе, на тот момент СОКа как система в 15-й школе, она только формировалась, но тем не менее коллеги понимали, что электронный журнал сегодня – это один из важных инструментов для работы учителя, и это важный инструмент для родителей и учащихся вот с точки зрения формирующего оценивания. Поэтому здесь, конечно, мы уделили очень серьезное внимание вот этим вопросам. А, После этого, по итогам этих семинаров, конечно, были приняты определенные решения. Во-первых, дополнены были определенные мониторинги в 15-й школе в рамках ВСОКа, которые касались именно создания, скажем так, оценка условий качества образования, материально-технических условий, учебно-методических, кадровых условий. Второе – это скорректированы были локальные акты в 15-й школе, которые касались именно текущего контроля и проведения промежуточной аттестации. Ну и в качестве домашнего задания можно на следующий слайд тоже перелистнуть, чтобы коллеги увидели. Домашнее задание, оно касалось того, что ну, учителя должны были просто перечитать свои планируемые результаты, в первую очередь предметные и метапредметные, распечатать, как им удобно, да, и чтобы они использовали их при проектировании уроков. Это был такой первый шаг, но он был необходим для учителей. Второе – провести анализ своих страниц ГИС «Электронное образование» именно с целью определения, вот, тех записей, которые учителя ведут, домашние задания, там, типы заданий, которые выбирают в рамках текущего контроля, в рамках промежуточной аттестации, направлены ли они именно на предметные и метапредметные результаты. И вот это домашнее задание показало, что, ну, Людмила Ивановна, наверное, точно даже назовет цифру, но достаточно такая огромная была группа учителей, которая вот при формулировке там домашнего задания, организации домашнего задания, они нисколько не ориентировались именно на планируемые результаты учащихся. Вот, поэтому это было выявлено. Ну и в дальнейшем, вот еще один слайд можно показать коллегам. Самое главное, вот, ну, вот такой примерно был экспертный лист предложен коллегам, чтобы они поработали, посмотрели, получается у них, не получается. Это вот лист, ну, был разработан тоже коллегами 35-й школы. Вот, ну и вот по итогам заполнения этого экспертного листа каждый учитель, в принципе, понимал, что да, теперь мы понимаем, что наши все действия, да, они должны быть направлены и при проектировании урока, и при работе с электронным журналом как раз направлены на
достижения планируемых результатов учащихся. Ну и правила ведения электронного журнала – это тоже очень важный аспект. Какие были дальнейшие шаги, сделаны нами, Людмила Ивановна расскажет. Передаю ей слово. Спасибо, Иван Николаевич. Коллеги, мы видим, да, что все-таки необходимо начинать с глубокого анализа своей ситуации в школе. Да. Определился рисковый профиль, ФИОКа это сделано на основании анкетирования, но далее работа школы совместно с куратором по анализу. Что, почему, как. И только на основании результатов анализа выстраивается дальнейшая работа. Людмила Ивановна, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, коллеги. Продолжу, да. Как Марина Анатольевна сказала, что первое, что мы должны сделать, это познакомиться. И вот мы познакомились не только с педагогами 35-й школы, но и сами с собой. Живя много лет в одной школе, мы, оказывается, друг друга еще и не знаем. Вот, поэтому второй шаг – это, конечно, было включение учителей в анализ образовательных результатов и разработку плана профессионального развития. На семинаре мы обсуждали эти планы на основе результатов всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации за 9 класс, за 11 класс. Итогом этой работы стала разработка планов, принятие педагогами планов и защита этих планов профессионального развития. Выделены были на основе всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации образовательные результаты, которые оказались на достаточно низком уровне, на недопустимом уровне. И определены были контрольные точки для реализации этих планов профессионального развития. Также на этом семинаре были определены наставники для групп учителей, то есть математики, филологи, естествоведы и так далее, да, с которыми наши учителя потом вплотную уже работали в дальнейшем. Вот так примерно выглядит план профессионального развития педагога, да, где были выделены идеи разработка этого плана, те планируемые результаты, которые оказались на критическом недопустимом уровне, цель профессионального развития педагога, задачи выделены были, и, соответственно, вот этот план, который включал в себя ключевые точки, по которым педагог работает. Когда представляет свой проект, когда он демонстрирует уроки, когда учителя ходят на уроки, когда проводятся какие-то мастер-классы, когда проводится анализ уже тех результатов, которые уже есть уже, и, соответственно, презентация этих результатов и презентация своих итогов своей работы уже на общешкольном уровне. По итогу у нас из 31 педагога у нас 14 учителей, которые разработали эти планы профессионального развития. И, в общем-то, по этим планам профразвития они работают до сих пор. Но сейчас уже не 14, сейчас уже больше педагогов включились в эту работу, потому что мы дальше продолжаем работать по этим планам. Следующим шагом это стала презентация учителями тех изученных приемов и способов работы по проектированию уроков. Эти уроки должны, конечно, выходить на планируемые предметы, метапредметные результаты, на достижение их результатов. Определены были критерии успешности усвоения учащимся материала, сформирована определенная модель урока. Педагоги 35-й школы помогли во время семинара спроектировать эти уроки. Учителя понимают, немножко появилось понимание, как исследовать урок, как его проектировать урок, как его проводить, как его анализировать этот урок. То есть появилось вот это понимание. Кроме того, конечно, мы живем в поселке, поэтому постоянно не можем, конечно, ездить друг к другу, да, и очень часто наши встречи состоялись в онлайн-режиме в виде ВКС, когда коллеги 35-й школы и наши учителя совместно обсуждали какие-то проблемы, выстраивали уроки, И была создана такая виртуальная проектировочная площадка. То есть учителя математики, 35-й, наши математики, да, филологи с той школы, с нашей школы. И таким образом мы сейчас тоже выстраиваем эту работу. Гораздо проще и времени занимает меньше. И, в общем-то, плодотворно, продуктивно. В дальнейшем следующая работа, она была выстроена на проведение открытых уроков, проведение мастер-классов. Мы наблюдали,
как меняется урок, как меняются учителя, как меняются ребята, вот, как все-таки учителя достигают планируемые результаты, вот, и насколько эффективны такие уроки. Конечно, вторым шагом повышения предметной, вообще методических профессиональных компетенций учителя, конечно, это повышение квалификации. Причем оно должно носить адресный характер, не так, что массово, да, все учителя куда-то проходят курсы, которые никуда, ничем не заканчиваются. Они должны носить адресный характер. Вот. И начиная вот с мая 2021 по апрель 2022 года у нас 8 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации на базе Академии просвещения «Школа современного учителя» на сайте «Цифровая платформа дополнительного образования». Это русский язык, литература, история, обществознание, химия, география. Двое заместителей директора также прошли обучение на этой же платформе по программе «Внутренняя система оценки качества образования. Развитие в соответствии с обновленным ФГОС». Двое учителей начальных классов прошли обучение по теме методики технологии обучения русскому языку и математике в условиях реализации ФГОС начального общего образования. С марта по июнь 13 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации по программе реализации требований обновленных ФГОС. И с декабря 2021 по январь 2022 года 21 педагог успешно прошли обучение по программе формирования оценки функциональной грамотности на базе Комреспубликанского института развития образования. Но это, конечно, не полный перечень тех курсов, которые прошли. Это и предпринимательство в школе, это, ой, что забыла написать, финансовая грамотность, да. У нас еще очень важные курсы были, вот забыла написать. Вот. Ну, в общем-то, эти курсы носили очень такой продуктивный характер. Учителя буквально использовали те технологии и способы на уроках, которые позволили достичь вот тех результатов, которые привели, в общем-то, к успешному, ну, достаточно успешной сдаче государственной итоговой аттестации в этом году, вот в этом учебном году. Вот. Ну, очень важным моментом нашего преобразования в школе является совместная разработка и проведение разного рода мероприятий, в которых участвуют и учителя, и учащиеся, и родители. Причем ребята очень активно участвуют именно в разработке этого мероприятия. Этих мероприятий. Ну и вот итогом такой работы стала наша победа на республиканском конкурсе методических разработок «Учим и учимся для жизни» с нашей разработкой метапредметного марафона «Новогодний каламбур». Вот. Это такое завершение нашего первого полугодия, второй четверти перед Новым годом, когда вся школа буквально была вовлечена в это мероприятие. Вот. И, в общем-то, мы заняли с этой разработкой второе место на конкурсе в номинации «Глобальные компетенции». Вот. И вот это вот мероприятие, оно положило начало, может быть, традиции, да, совместного проектирования вот этих программ, мероприятий внеурочных в рамках школы. Вот. Но перспектива, чтобы туда родителей больше включить, именно в эти мероприятия, в разработку этих мероприятий. Вот еще Иван Николаевич помог организовать, провести мероприятие, Кровеческую олимпиаду по истории совместно с нашим учителем истории, вот, которая также раскрыла возможности вовлечения учащихся во внеурочную деятельность, особенно в краеведческую именно деятельность. Ну вот какие результаты реализации программы развития по профилю недостаточно предметная методическая компетентность достигнуты на текущий момент. Вообще сформирована модель организации методической работы с участием школы-куратора. То есть мы тесно взаимодействуем до сих пор, мы не вышли вообще из программы, мы очень тесно взаимодействуем постоянно, созваниваемся друг с другом, и если какие-то есть проблемы, мы пытаемся, то есть, вместе как-то решить.
Вот. Педагоги работают по планам профессионального развития. У нас есть новые педагоги, которые также включаются в эту работу. Вот. Найдены новые возможности организации профессионального общения, то есть это и виртуальные площадки, вот, и совместное проведение мероприятий, вот, расширены образовательные рамки школы за счет участия в образовательных проектах и школы куратора 35-й школы. Сформировался опыт организации уроков в логике от планируемого результата через организацию видов деятельности учащихся. Ну и получили опыт совместной разработки и реализации образовательных проектов. Ну, наша сейчас методическая работа, она, в общем-то, переформатируется, перестраивается, получает новые импульсы. Вот, поэтому мы еще не стоим на месте, мы стоим, то есть мы идем вперед. Ну и вот какие вот качественные изменения, в общем-то, сейчас прослеживаются благодаря той работе, которая была проведена. Вот. Это, конечно же, государственная итоговая аттестация и диагностические работы. Ну вот в сравнении с 2020-2021 учебным годом, 2021-2022 учебный год сразу же показывает положительную динамику как и по математике, и по русскому языку. То есть и успеваемость, и качество, она растет. То есть вот желтеньким цветом выделено это прошлый учебный год, 21-22, синим цветом это позапрошлый. Да? То есть динамика сразу же видна. То есть когда качества вообще не было, теперь появилось хотя бы хоть какое-то качество. Вот, это диагностические работы. Это русский язык. Опять же, тоже динамика и успеваемость, и качество по сравнению с 20-21, 21-22 учебный год. Русский язык. Вот у нас государственная итоговая аттестация по русскому языку, по математике в сравнении с 2021 годом. То есть если у нас по математике чуть выше 50% было, допустим, в 2021 году, в 2022 году уже там порядка 70 с лишним процентов. То есть если в 2021 году у нас на осень оставались 16 учащихся пересдавать, то в этом году учебном 5 учащихся. То есть это большой прогресс. Вот. И по русскому языку чуть-чуть не достигли 100%, там один учащийся не сдал в этом году, только, ну, сразу с первого раза. Это ГИА-9 за 9 класс. Так. Ну вот, это я уже вам показала результаты. Так, и вот ГИА-11 по русскому языку и математике. Русский язык сохраняется на 100% уровне, и математика в этом году также достигли 100% уровня. И качество. Качество также и по математике очень сильно возросло, и по русскому языку. То есть видна положительная динамика. Ну и завершая свое выступление, да, конечно, количество победителей, призеров различных конкурсов, как на муниципальном, так и на республиканском уровне, оно тоже растет. Если в 2020-2021 учебном было всего 19% победителей, призеров, то в прошлом учебном году повысилось почти до 30% количество победителей и призеров муниципального и республиканского уровня. То есть дети, в общем-то, вовлекаются, все больше участвуют в разнообразных конкурсах, и это участие приносит свои качественные плоды. Ну вот, чем хочу завершить свое выступление, что, конечно, мы, в общем-то, получили вот эту положительную динамику, но самое главное сейчас это не соскочить с этого процесса, а пойти дальше, чтобы эта динамика, она дальше была, принесла плоды. Очень пока у нас нет еще таких положительных результатов по вовлечению родителей в школьную жизнь, чтобы все больше количество родителей включались и в образование детей, и во внеурочную деятельность. Не все учащиеся еще включены во внеурочную деятельность, не все 100%, как это среднесрочная программа предполагает. То есть есть ребята, которые не выполняют проекты, не участвуют ни в каких конкурсах. И вот задача – это вовлечь именно этих детей, которые сознательно отказываются вообще участвовать во всем. То есть это является нашей перспективой дальнейшей работы. И через внеурочную деятельность, конечно, повысить результаты уроков, качество уроков, ну и результаты государственной итоговой аттестации. Спасибо. Коллеги, у нас с вами все-таки сессия интерактивная, поэтому вопросы приветствуются. Есть ли вопросы? Может быть, реплики какие-то? Может быть, вы делаете так же, либо что-то делаете по-другому?
Да, то есть очень интересный опыт нам представлен. Спасибо, Любовь Ивановна. Коллеги, мы с вами понимаем, да, что все-таки необходимо начинать изменения с самих себя, да, проанализировать свои возможности, свои компетенции и организовать работу по их совершенствованию. А что делать в том случае, если в школе вообще нет педагогов тех или иных? А вот этот риск взяла в работу команда школы номер 11 и школы номер 22 города Сыктывкара. Коллеги, приглашаю вас к микрофону. Кто? Ольга Феликсовна будет выступать или вместе? Мгм. Ольга Феликсовна Безносикова, директор школы номер 11 города Сыктывкара, и Ангелина Сергеевна Шуктомова, заместитель директора школы номер 22. 11-я школа, школа участник проекта, 22-я школа – это куратор. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы очень рады представить свой опыт работы в рамках методического форума 2022 «Педагог, профессионал, наставник» с темой «Механизмы преодоления риска. Дефицит педагогических кадров». Конечно же, работа в проекте 500+, это работа, где основой становится качественное взаимодействие школьных команд между собой с методическим сопровождением Федерального института оценки качества образования. И сейчас хочется подробнее рассказать о нашей команде. В рамках этого выступления я сразу скажу, что наша школа и школа 11, и школа 22 находятся на территории муниципального образования городского округа Сыктывкар, то есть территориально мы очень близко расположены друг к другу. Расскажите. Но я бы так не сказала, что мы очень близко расположены друг к другу. Это действительно, почему у нас и возник такой дефицит педагогических кадров, потому что школа 11, кто знает город Сыктывкар и Эжву, поймет, где располагается наша школа. Наша школа располагается в микрорайоне Нижний Чов, это между городом Сыктывкаром и Эжвой. Достаточно удаленно от этих больших двух, скажем так, населенных пунктов, и поэтому она очень маленькая, потому что учатся дети только этого микрорайона. Микрорайон сам по себе небольшой. В нашей школе на сегодняшний момент обучается 315 учащихся. Это всего лишь 16 достаточно небольших классов, 8 классов начальной школы и 8 классов основной школы. Таким образом, у нас всего, в среднем 20 учителей, так как есть текучка. Это на конец прошлого года было 7 учителей начальных классов, 1 учитель преподавал в 2 классах одновременно, и около 13 учителей-предметников. Поэтому здесь стоит сказать о дефиците педагогических кадров. С чем это связано? Так как школа небольшая, соответственно, получается, что у учителей-предметников достаточно небольшая нагрузка. И в такую даль на автобусах не всякий учитель с микрорайонов там Эжвы, непосредственно Сыктывкара захочет добираться. Вы сами это понимаете, все работаете в школе. Ну и, соответственно, вот у нас образовался такой дефицит. Кроме этого, квалификация наших учителей, скажем так, оставляет желать лучшего. Так как каждый учитель имеет достаточно большую нагрузку, а заняться повышением своей квалификации практически, просто на сегодняшний момент с теми требованиями, которые есть в квалификации установленные, не представляется возможным. Нужно потратить очень значительную часть времени. Всего лишь 1 учитель с высшей категории, это учитель начальных классов, и 6 учителей с 1 категории, это в основном тоже учителя начальных классов, которым проще аттестоваться. Мы с вами все работаем в школе, понимаем это. Пока так про нашу школу, потом чуть подробнее расскажу о том, как мы преодолели свой рисковый профиль. Да, у нас школа 22, мы находимся в Эжве, основаны в 1967 году, и со 2 сентября мы изменили название школы, теперь школа носит имя Георгия Дмитриева, политического деятеля. В нашей школе более 1000 учащихся, 66 педагогов, сейчас их даже немного больше, это было данные на 1 сентября, 14 учителей с высшей категории, 34 учителя с 1 категории. Хочется просто остановиться на том, что когда мы стали
когда нас назначили, да, участвовать в проекте, да, мы поняли, что для нас это тоже большая зона развития. Это приобретение нового опыта, это новые практики приема работы, это анализ существующих рисков и в нашей школе. Мы сразу обратили внимание на себя и стали анализировать свою деятельность. Это разработка концептуальных документов совместно с курируемой школой и развитие профессиональной среды. Конечно же, участие в проекте подразумевает под собой разработку концептуальных документов. 11-я школа максимально быстро и очень хорошо разработала все концептуальные документы, среднесрочную программу развития, программу антирисковых мер, концепцию программы развития. Мы все это проанализировали совместно. Здесь уже не будет слайда про взаимодействие, но в чате 500+, который нужно вести обязательно, мы всегда писали про то, что необходимо сделать. Нам был всегда ответ на то, что сделано, и так мы проводили совместную работу. Ну, а теперь непосредственно, возможно, вам будет интересно, кто здесь представители администрации, опыт нашей школы. Как же все-таки справиться с кадровым дефицитом? Мы перед собой поставили непосредственно 6 задач. Первая из них – это проведение комплекса мероприятий по привлечению молодых и опытных специалистов через размещение информации о вакансиях на официальном сайте школы и официальных социальных сетях на портале «Работа в России». Ну, наверное, это ни для кого не секрет, и все ведут такую работу по подбору педагогических кадров. На конец прошлого учебного года у нас было 5 педагогических вакансий. На нашу маленькую школу, я понимаю, что, может, цифра 5 не столь большая, но при условии, еще раз отправлю вас к предыдущему слайду, 20 учителей, 5 вакансий – это достаточно много. На сегодняшний момент сразу просто скажу результат нашей работы. Это всего лишь одна вакансия, которую у нас еще есть время до конца 2022 года закрыть эту вакансию. Я думаю, мы приложим максимум усилий. Итак, вакансии мы разместили везде, на всех ресурсах. Все были в курсе, что у нас не хватает этих учителей. Задача номер 2 – это проведение анализа внутренних кадровых ресурсов школы. Понимая, что чудеса бывают редко, и учителя в нашу школу сами собой не пойдут, не посыплются, в очередь не стоят, тем более учителя математики дефицитные, учителя русского языка, педагоги, психологи, учителя логопеды, да? Это просто волшебные люди, которых надо искать днем с огнем, и то не найдешь. Соответственно, что мы сделали? Вот что было в реале. Например, у нас была старшая вожатая. Она по образованию учитель истории, но очень хотела преподавать математику. Мы ее переучили. Теперь у нас есть отличный учитель математики, которая нашла свое место, которая работает с желанием, а с радостью идет на работу и отдает с радостью знания детям. У нас есть учитель английского языка, который очень хотел преподавать музыку. Теперь он у нас еще и поет. То есть вот так мы справились с задачей номер 2. Задача номер 3 – это пересмотр учебной нагрузки педагогов. Ну, во-первых, мы очень стремимся к тому, чтобы педагог не был перезагружен. Как я уже сказала, так как школа маленькая, каждый педагог несет на себе очень большую нагрузку. Соответственно, времени на какую-то научную работу, работу над своей квалификацией, да, вы знаете, что портфолио, что такое, да, подготовить. Мы стараемся, чтобы у учителя не было нагрузки больше 25 часов. При нехватке учителей русского языка, предметников, мы понимаем, что в начальном звене у нас есть 2 учителя, которые по специальности учителя русского языка и литературы, но уже давным-давно работают учителями начальных классов. Мы говорим: милые наши женщины, а почему бы вам не пройти курсы повышения квалификации, не поработать учителями русского языка и литературы в основной школе? Дело сделано. 2 учителя у нас работают учителями русского языка и литературы дополнительно к своей небольшой нагрузке в начальном звене. Вы все знаете, да, там не такая большая нагрузка. Они еще ведут несколько часов русского языка и литературы в основной школе. То есть таким образом при перераспределении часов мы выходим дальше. Сюда, да?
Следующая, четвертую задачу, которую мы перед собой ставим, это проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов. Мы понимаем, что наши ресурсы не бесконечные, учителя не могут охватить необъятное, поэтому надо готовить себе замену. У нас в школе детки учатся до 9 класса, несмотря на то, что мы средняя школа, поэтому мы говорим об СПО. В прошлом выпуске у нас было 30 девятиклассников, 2 из них поступили в педколледж на педагогические специальности. То есть мы проводим работу, агитируем деток в дальнейшем связать свою жизнь с педагогикой. Каждый год у нас поступают выпускники, пусть не так много, но тоже хорошо. Пока еще не успели на моем опыте вернуться. Но я вам что скажу, 2 выпускника этой школы работают у нас. Вот учитель английского языка, учитель начальных классов. Это выпускники этой школы. Задача номер 5. Взаимодействие со сторонними организациями, заключение договора, в том числе с педагогическими вузами и СУЗами по прохождению педагогической практики. На сегодняшний момент у нас есть 2 действующих договора о прохождении практики на базе нашей школы студентами СГУ и студентами педколледжа. Не так много, сколько, допустим, возможно, мы принимаем. 1-2 студента, потому что, вы понимаете, не каждый учитель готов передать свой опыт. Для того, чтобы чему-то студента научить, учитель должен был быть готов с ним поделиться. У него должно быть чем поделиться, и время должно быть, да, для этого. Поэтому не всех, но понемногу принимаем. Методическая, материальная, моральная помощь и поддержка молодых и вновь прибывших педагогов. Это задача номер 6. Что здесь? Во-первых, 60% наших учителей имеют право и прошли подготовку и преподают от 2 до 4 предметов. Например, один учитель у нас преподает географию, обществознание, ОБЖ и технологию. Другой учитель у нас преподает английский, государственный коми-язык, литературу республики Коми и музыку. Третий учитель у нас преподает, может преподавать математику, историю и обществознание. Да, имея таких специалистов, которые работают с желанием, мы понимаем, выпадение хотя бы одного этого педагога из обоймы влечет за собой практически крах. Поэтому на сегодняшний момент мы понимаем, что перед нами стоит огромная задача удержать этот педагогический коллектив, который сформирован на сегодня. Это кадры, которые мы хотим видеть стабильно в нашей школе, поэтому все, что наши учителя выполняют сверх функционала, который заложен в их должностных инструкциях, они, конечно, получают стимулирование в обязательном порядке. А вы понимаете, что так как педагогов достаточно мало, а нагрузка у нас сейчас огромная с вами, да, в том числе и внеурочная деятельность, да, и какая-то еще внеклассная работа, и в том числе участие в конкурсах в различных, да, в конференциях и так далее, все это требует дополнительного стимулирования. Кроме этого, сейчас очень актуальное направление – это наставничество. В настоящий момент к нам в школу пришли 2 педагога, учитель начальных классов и девочка совсем молоденькая, старшая вожатая. Мы к ним сразу же прикрепили наставников, учителей-стажистов и предыдущего старшего вожатого, который имеет богатый опыт и может поделиться и помочь, да, так скажем, подставить плечо. Поэтому мы надеемся, что вот это наставничество у нас работает по полной программе. Пока все работает очень хорошо. Ну и что хотелось бы сказать, что подобная систематическая работа, я уверена, что она ведется в любой образовательной организации. Другое дело, что она для нас сопряжена с какими-то отдельными большими трудностями, которые мы, скрипя, но преодолеваем. И что еще хочу сказать, что человеческий ресурс и педагогические кадры, ни для кого не секрет, это, наверное, самое главное для качественной подготовки и желания работать в образовании. Это главное условие, которое в настоящее время позволит добиться поставленных перед школой качественных образовательных, предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения доступного и качественного образования. И мы надеемся, что вот эту одну вакансию педагога-психолога, которая у нас есть на сегодняшний момент, до конца нашего проекта мы закроем.
Как-то так. Я хочу обратить внимание еще на то, что проект 500+ подразумевает под собой поэтапную работу и не дает нам расслабляться, всегда нас содержит в тонусе. Мы работаем по реперным точкам, скажем так. И на документы первого этапа мы должны были загружать в мониторинг электронных дорожных карт. Первый этап был подтвержден следующими документами. Это договор об организации проведения практики студентов, размещение вакансий на федеральном портале, карта возможностей педагогических работников, это справка о переподготовке, это план работы и справка об организации педагогической практики студентов. И сейчас, в сентябре, в рамках проекта нам также было предложено провести анализ антирисковых программ. И мы тоже мы также провели эту работу. Мы в соответствии с представленными критериями содержательной экспертизы антирисковых программ, а также анализом типичных ошибок, допускаемых при формировании программы дорожной карты, мы решили внести некоторые коррективы, изменения в программу. Например, мы изменили сроки на более конкретные, мы уточнили их. Мы пересмотрели формулировки некоторых задач и мероприятий и также внесли коррективы. И добавили некоторые показатели, которые, по нашему мнению, помогут нам в реализации дорожной карты по программе антирисковых мер. Все это мы внесли, и сейчас та 6-я задача, последняя, поддержка моральная, материальная педагогов, мы на ней будем акцентрировать большое внимание, мы все это ко 2-му этапу, к декабрю мы все предоставим приказами, наш план работы совместный у нас есть с 11-й школой, который мы постараемся реализовать в полном объеме, и также представить его в конце проекта. Коллеги, спасибо. Есть ли вопросы к команде? Ну, мы думаем, что те инструменты, которые вы представили, они достаточно интересны, и они могут быть использованы, в принципе, любой школой проекта, найти внутренние ресурсы, внутренние возможности, проанализировать тоже каждому учителю свою деятельность, что еще он мог бы сделать, к чему у него лежит душа. Мне особенно понравилось, что у вас там учитель английского языка теперь поет, а еще, может быть, и играет на инструменте. Я думаю, придется. В ближайшее время заиграет. А по поводу педагога-психолога, коллеги, вот ко всем решение проблемы. Если у вас нет логопеда, если у вас нет педагога-психолога, если у вас нет социального педагога, пожалуйста, услуги нашего Республиканского консультационного центра. Заключаем соглашение, и специалисты при необходимости могут провести все, что нужно, все эти работы в ваших образовательных организациях. Спасибо. Коллеги, мы завершаем вот такой вот блок рисков, связанных именно с кадрами, с дефицитом кадров, с недостаточной методической компетентностью педагогов. И дальше мы переходим, у нас следующий блок – это риски, которые связаны с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности и с пониженным уровнем качества школьной образовательно-воспитательной среды. С нами на связи должен подключиться Николай Васильевич Гуськов. Так, коллеги, пожалуйста, организуйте нам подключение. Николай Васильевич Гуськов является куратором школьной команды. Причем сам Николай Васильевич, он директор школы номер 5 города Усинска, а работает со школами другого муниципалитета, он работает со школами Вуктыла. С первой школой Вуктыла и со второй школой Вуктыла. Одна из школ участвовала в проекте в прошлом году, другая школа участвует в проекте в этом году. Николай Васильевич, мы вас видим. Рады предоставить вам слово. Пожалуйста, как вы преодолеваете риск высокой доли обучающих с рисками учебной неуспешности со своими школьными командами? Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Мария Анатольевна меня уже сегодня представила. Зовут еще раз, представлюсь, Гуськов Николай Васильевич. Я директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, средняя общеобразовательная школа номер 5 города Усинска. На протяжении 2 лет я являюсь куратором школ муниципалитета города Вуктыла. В прошлом учебном году курировал школу номер
2 города Вуктыла, и сегодня отрадно было видеть результаты, которые были представлены в начале семинара, где школа имеет хорошие результаты по уровню достигнутых показателей в итоговой аттестации. В этом году мы работаем со школой номер 1 города Вуктыл, и было немножечко, значит, для школы неожиданным в том, что данная школа попала в ТОПС-проект, но при этом, значит, когда произведена была определенная работа, пришли к выводу о том, что да, участие в конкурсе, участие в проекте дает возможности школе получить новые пути совершенствования образования, что данный проект нацелен на повышение качества образования, что есть определенные рычаги данного управления. В рамках реализации проекта администрацией и педагогическим коллективом школы был проанализирован рисковый профиль, проведена самодиагностика, определены риски, актуальные для школы, была разработана среднесрочная программа, цели которой заключались в выходе из зоны риска и создании условий для повышения качества образования в школе и перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования. Перед коллективом стояла непростая задача по 5 рисковым профилям, выявленным в ходе диагностики. Необходимо было разработать программы, дорожные карты, и если отдельные риски, такие как низкий уровень оснащения школы, несформированность внутришкольной системы повышения квалификации, пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды, были ожидаемыми, то такой профиль, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, заставила взглянуть на привычные вещи немного по-иному. И мы должны были вместе со школой найти и подобрать такие формы и механизмы работы, в которых школа действительно нуждалась. Реализация среднесрочной программы развития подразумевала разработку 7 антикризисных программ, составленных на основе глубокого анализа имеющихся показателей, осуществление антикризисных мероприятий по рисковому профилю, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности шло следующими этапами. Они представлены на слайде. Как видим, сроки данной программы до конца 2022 года разработаны, следовательно, отдельные результаты сегодня мы с вами увидеть не можем. Можем увидеть только промежуточные. Основываясь на некоторых результатах, которые достигнуты на сегодняшний день, доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы, повысилась на 8,5%. Повышение доли обучающихся 5-7 классов, показывающих по итогам диагностики высокий уровень учебной мотивации на 9,7%. Какие шаги управления школе позволили достигнуть эти результаты? Это проведение индивидуальных консультаций со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися по результатам контрольных работ. И данная работа в школе ведется на сегодняшний день систематически. В октябре 2022 года на уровне администрации школы будут проведены и проанализированы результаты входного контроля. На сегодняшний день педагогам-психологам поддерживаются учащиеся, которые имеют низкий уровень мотивации. У педагога-психолога по каждому ученику разработан индивидуальный план. И педагог-психолог работает с этими детьми по отдельному расписанию групповыми занятиями. Проводится ротация курсов в неурочной деятельности в 2022 году с целью активизации внедрения курсов, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. Все обучающиеся 9 и 11 классов в течение последнего года получили зачет
при прохождении итогового собеседования и итогового сочинения по литературе. Проведен сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации за последние годы. Обратимся к слайду и видим, что сравнительные показатели успеваемости и качества, продемонстрированные выпускниками в ходе государственной итоговой аттестации, позволяют сделать следующий вывод, что в 2022 году в 9 и в 11 классе по основным предметам сохраняется стабильность и отмечается положительная динамика. Разработан комплекс мер по повышению предметной и методической компетенции педагогов. Это позволило активнее развивать внутришкольную систему профессионального развития педагогов через участие в традиционном районном фестивале педагогического мастерства «Крылья успеха», внедрение в практику проектной, исследовательской, творческой деятельности. Год работы школы номер 2 позади, школы номер 1 продолжается, и, подводя итог, можно сделать вывод, что реализация всех этапов выполнена на 100%. Появилась положительная мотивация к учебе у детей, заинтересовались родители. Все это отразилось на результатах работы. И тот факт, что в этом году школа номер 1 и школа номер 2 города Вуктыла не являются школой с низкими образовательными результатами, говорит о повышении качества образования в школах и переводе образовательных организаций в эффективный режим функционирования. Спасибо, Николай Васильевич. Спасибо за Благодарим внимание. вас за такую активную работу со школами другого муниципалитета, да, за оказание такой помощи в целом республике Коми. И мы понимаем, что вот работая по одному рисковому направлению, нельзя этим направлением ограничиваться, да, что работа должна вестись комплексно. Вот вы говорили о том, что вы работаете над риском, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, но при этом говорили также и о повышении компетентности педагогов. Да, совершенно верно. И на сегодняшний день, анализируя методическую работу и компетентность педагогов, видим ту систему, что педагогический коллектив одной и другой школы прошли курсовую подготовку по ряду дисциплин и предметов. Также, значит, в комплексе мероприятий, работающих со школами, сегодня коллеги, буквально передо мной, которые выступали, да, говорили о том, что кадровый ресурс, да, это самый основной и важный показатель. Муниципалитет отдаленный, директора школ работают, и я подключаюсь к директорам школ в поиске тех кадров, ищу себе кадры, параллельно, значит, ищу кадры и для своих коллег, которым предлагаю по возможности, значит, приехать в тот муниципалитет, где, да, чувствуется острая нехватка кадров. Коллеги услышали, значит, и провели внутреннюю систему переквалификации педагогов с одной специальности на другую специальность, объединив ряд преподаваемых предметов одним педагогом. Спасибо. Мы понимаем, что школы уже на верном пути, да, но при этом расслабляться нельзя. Да? Та концепция развития, которая была сформирована школами на 3 года, она должна быть реализована, если мы хотим действительно устойчивого повышения образовательных результатов. Спасибо, Николай Васильевич. Коллеги, а мы с вами переходим дальше. И сегодня своими механизмами преодоления риска пониженный уровень качества школьной образовательной воспитательной среды с нами делится команда, тоже межмуниципальная команда. Куратор – это… Нет, прошу прощения, муниципальная команда города Ухты. Вот следующая команда будет межмуниципальная. Куратор Любовь Анатольевна Беляева, заместитель директора гимназии иностранных языков, и команда школы номер 5 города Ухты в лице директора, заместителя директора по воспитательной работе, по учебной работе. Они прислали нам свое видеовыступление. Итак, коллеги, пожалуйста, внимание на экран.
Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить опыт работы средней общеобразовательной школы номер 5 города в рамках реализации проекта 500. Представляем управленческую команду школы номер 5 и куратора. Вы видите имена видите на слайде. В 2022 году школа стала участником проекта адресной помощи образовательными результатами. В школе обучается 639 обучающихся, всех классов для социальной категории семьи и малообеспеченные семьи, неполные семьи 210 человек, неблагополучные семьи 12, дети с ОВЗ 98 человек, дети на домашнем обучении. По результатам анкетирования учащихся и администрации был сформирован рисковый профиль школы. Были определены два фактора: высокая средняя и 3 фактора средней и 3 для работы. Была создана рабочая группа для разработки концепции развития которой вошли все члены управленческой команды, руководители методических отделений и педагог-психолог. И в сотрудничестве куратора и школьной команды была проведена самодиагностика и определены наиболее актуальные риски, которые школа может действительно минимизировать в процессе преобразования. В результате мы верифицировали два риска деятельности, которые необходимо было представлены на слайде. Это несформированность внутришкольной системы повышения пониженный уровень качества, образовательной и воспитательной В связи с этим для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных, нами были разработаны следующие документы. Это концепция развития образовательного учреждения, среднесрочная программа развития и 2 антирисковых программы. Это несформированность внутришкольной системы повышения и пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. Документом была определена миссия школы. Это достижение современного качества образования путем создания оптимальной образовательной среды, максимально удовлетворяющей запросы личности и обеспечивающей индивидуальное развитие учащихся и личностный рост. Концепция развития образовательной организации сфокусирована на школьной культуре, управлении и организации в целом. Концепция прошла общественное обсуждение с теми участниками образовательной и к реализации были привлечены все педагоги школы, родители и учащиеся. Каких результатов мы достигли, реализуя задуманные проекты, чтобы сделать школу более эффективной? Рассмотрим опыт работы школы для формирования образовательной среды нового качественного уровня по преодолению заявленных рисков. Слово я предоставляю заместителю директора по воспитательной работе Шлебиной Марии Александровне. Добрый день. Цель программы антирисковых мер по направлению пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды – это создать условия для повышения учебной мотивации путем развития познавательных интересов, развития индивидуальных потребностей обучающихся. Задача программы – это реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, повышение мотивации обучающихся при изучении отдельных предметов, повышение уровня мотивации педагогов, повышение компетентности, повышение методического мастерства педагога. Изучение уровня учебной мотивации учащихся – это одно из важных диагностических исследований. Ежегодно в нашей школе проводится мониторинг по изучению уровня мотивации учащихся. За последние 2 года отмечается снижение уровня учебной мотивации. Педагогический коллектив считает, что причина снижения уровня учебной мотивации
учащихся объясняется тем, что учеба воспринимается ими как помеха жить беспечно, весело, не задумываясь о последствиях. Активное и наполненное развлечениями, без поступками и событиями жизнь для детей более важна, чем собственное самосовершенствование и также одной из причин снижения мотивации послужили и ограничительные меры, невозможность посещения культурных, развивающих мероприятий, экскурсий. Также анализ социального паспорта нашей школы показал, что неблагополучные, неполные, малообеспеченные семьи составляют 32%. Дети, которые обучаются в ФВЗ, составляют 15%. Также, согласно статистическим данным, во многих семьях преобладает отсутствует систематический контроль за учебной успеваемостью детей, посещениями ими учебного учреждения, выполнение домашних заданий. Все эти показатели также являются фактором снижения учебного. Диагностика педагогического коллектива показывает, что имеют место недостатки в работе педагогического коллектива во взаимоотношении ученик и педагог. Об этом направлении попозже расскажет моя коллега. При анализе качественной школьной образовательной мы изучили материалы внутришкольного учебы, план работы по профилактике деструктивного поведения учащихся, организацию профориентационной вовлеченность обучающихся, уровень квалификации классных руководителей и основные принципы работы по воспитанию. Также изучили профессиональное развитие педагогов и работу школьной службы медиации. Для повышения качества воспитательной и образовательной среды в нашей школе в 2021-2022 учебном году была скорректирована рабочая программа воспитания как главный механизм повышения уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды. В 2021 году появилась возможность чаще проводить общешкольные мероприятия, например, такие как сдача новых ГТО в новом отремонтированном спортивном зале, фестиваль «Дорогами войны», который ребята организовали сами, ежегодный традиционный праздник, на котором награждают лучших учеников школы в номинации «Ученик года», «Спортсмен года», «Лучший знаток отдельных школьных наук». В завершении учебного года прошел детский веселый праздник на свежем воздухе, где ученики и педагоги проявляли ловкость и смекалку в спортивных состязаниях. Также в течение года проводились другие различные развивающие развлекательные мероприятия. В профориентационной работе осуществляются встречи с представителями различных профессий, таких как пожарные, депутаты, медицинские работники и так далее. Учащиеся посещают учебные заведения города, проходят профориентационные тестирования, соревнуются в спортивных и интеллектуальных мероприятиях с студентами и представителями. Каждое мероприятие освещается в социальных что также мотивирует учащихся к вовлечению в общешкольную деятельность. Еще хочется рассказать об одном эффективном механизме повышения качества образовательной и воспитательной среды. В нашей школе с 2021 года реализуется проект «Школа с этнокультурной направленностью». В рамках данного проекта 21 августа 2022 года был открыт этнокультурный музей имени фольклориста и педагога Сыктывкарского государственного университета Валентины Викторовны. Задачами проекта «Школа с этнокультурной направленностью» приобщение учащихся к культуре коми народа, развитие национального самосознания, воспитание доброжелательного отношения к различных этнических групп.
Также положительной стороной является то, что все выпускники 11 классов получают аттестат. В представленном слайде видно, что результаты нашей работы являются 3 года. Все выпускники 11 классов 100% получили аттестат. Также в нашей школе есть качество обученности. В 9 классах отмечается повышение качества. Растет количество выпускников. Окончив 9 классов на хорошо и отлично. Но, к сожалению, мы отмечаем в нашей работе, что у нас недостаточный механизм работы школьной службы примирения, медиации. Это связано с тем, что недостаточно квалифицированных рабочих, прошедших обучение по программе решения ситуации. На данный момент только 2 человека прошли курсы. И наши планируемые мероприятия – это проведение диагностики для выявления уровня учебной мотивации, продолжить работу по календарному плану воспитательной работы в соответствии с муниципальными, республиканскими, федеральными мероприятиями, активировать работу школьной службы, проведение мастер-классов, тренингов с педагогами по снятию тревожности, эмоциональной. А сейчас хочу предоставить слово заместителю директора по методической работе Лобановой Ольге. Добрый день, уважаемые коллеги. Кадровое обеспечение, профессионализм педагогов и уровень ценностно-ориентированной мотивации являются важным условием повышения качества образовательной и воспитательной среды. В соответствии с рисковым профилем СОШ номер 5 был выявлен также риск несформированности системы повышения квалификации, устранение которого позволит преодолеть связанный с пониженным уровнем качества школьной образовательной и воспитательной. Решением данной задачи является создание условий для профессионального роста педагогов за счет повышения качества и профессионального взаимодействия, увеличения доли учителей до вовлеченных в систему наставничества и доли учителей до 80% профессионального сопровождения после прохождения курса повышения. На сентябрь 2022 года наша школа реализует следующие ролевые модели наставничества. Опытный учитель, молодой специалист, лидер спецсообщества, педагог, испытывающий проблемы, опытный предметник. В этом учебном году планируется внедрить модель педагог-новатор, когда более молодой учитель помогает представителю старой школы овладеть современными программами, цифровыми навыками и технологиями. Доля учителей, вовлеченных на сегодняшний день составляет 45% от общего числа педагогических работников. В связи с увеличением количества специалистов, имеющих работы, в этом году стартовала школа молодого учителя. 3 молодых специалиста уже подали заявление на вступление в ассоциацию молодых педагогов. Показателем повышения мотивации и повышения личностного роста стало участие в апреле этого года методической недели «Молодые молодежи» в рамках муниципального проекта «Продвижение молодого педагога». Несмотря на то, что учителя нашей школы участвуют в вебинарах, проходят курсы повышения квалификации, а на сегодняшний день доля учителей, прошедших курсовую подготовку в профессиональном самообразовании, составляет 100%. Были выявлены проблемы. Формальное отношение педагогов к курсам повышения квалификации, отсутствие рефлексии и внедрение полученных знаний в свою педагогическую деятельность, а также отсутствие в школе системы посткурсового сопровождения учителей. Для решения данных проблем в школе развивается модель сопровождения педагогов по следующему алгоритму. Методическая служба школы формирует реестр
формирует реестр затруднений педагогов и путей после прохождения педагогом курсовой подготовки проводит с ним собеседование, анкетирование по поводу ликвидации профессиональных дефицитов и оказывает помощь в применении полученных знаний Если практика дает результат, помогает педагогу в оформлении практики и организует выступление на школьном методическом объединении. Также практика может быть размещена методической копилкой на сайте учреждения. Заместителем директора по учебно-методической работе дает рекомендации педагогу для выступления на ГМО, размещение материалов на профессиональном сайте. Таким образом, развитие в школе системы наставничества и сопровождение в курсовой подготовки педагогов позволит преодолеть риск пониженной уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. Участвуя в данном проекте, школа получила адресную методическую и ресурсную поддержку, реализовала эффективную стратегию противодействия риску и получила возможность к развитию, пересмотру условий и средств формирования образовательной среды нового качественного уровня. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Мы благодарим наших коллег из Ухты и понимаем, что действительно школа проанализировала все свои внутренние возможности, задействовала ресурсы наставничества для того, чтобы преодолеть риск пониженного качества школьной образовательно-воспитательной среды. Но при этом, как мы с вами видим, тоже работа ведется комплексно и с другими рисками тоже. Да? Очень важно, когда мы с вами анализируем рисковый профиль, который школа получает по итогам входного анкетирования, проведенного ФИОКа, проанализировать все риски, которые в нем указаны. Возможно, были какие-то погрешности при проведении анкетирования, да, и какой-то риск был упущен. И вы видите, что, например, на первом месте у вас стоит материальное обеспечение, как высокий риск, а риск недостаточно качественной подготовки предметной и методической стоит как низкий, а на самом деле именно он является ведущим. И именно его необходимо первым делом брать в работу, именно с ним необходимо работать. Коллеги, мы продолжаем работу нашей площадки, и я приглашаю занять места спикеров Наталью Владимировну Наумову, заместителя директора основной общеобразовательной школы Троицко-Печорска, директора СОШ Нившера. Приехали? Угу. Королева, к сожалению, не расшифрованное имя, отчество. Любовь Александровна, пожалуйста, займите свое место. Так, и с нами работают еще представители Цилимской школы. Сергей Васильевич Гущин и Марина Николаевна Дуркина. Вы один, да, представляете Цилимскую школу. Коллеги, первыми мы приглашаем в данном блоке выступить Наталью Владимировну Наумову из школы Троицко-Печорска. Она расскажет о том, какие еще инструменты мы можем использовать для выстраивания эффективного взаимодействия в команде школа-куратор. Здесь тоже у нас такая ситуация, что межмуниципальная команда, куратор находится в Ухте, это Нина Александровна Исакова, заместитель директора гимназии иностранных языков, а школа находится в Троицко-Печорске. Пожалуйста, как вы выстраиваете свою работу, выстраиваете свое взаимодействие? Добрый день всем участникам. Итак, значит, я являюсь заместителем директора по учебной работе основной общеобразовательной школы поселка Троицко-Печорск. В 2022 году наша школа вошла в федеральный проект 500+, как школа-участник. Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты. В начале, с 18 января проводился сбор сведений об образовательной ситуации в школе. Прошло анкетирование. Администрацией школы был проведен внутришкольный входной мониторинг, самодиагностика. По результатам анкетирования был составлен рисковый профиль школы.
Также был утвержден муниципальный куратор проекта адресной методической помощи. Это Терновецкая Вера Ивановна, специалист управления образованием муниципального района Троицко-Печорский, и куратор проекта, как уже сказали, Исакова Нина Александровна, заместитель директора гимназии иностранных языков города Ухты. Взаимодействие с куратором проекта осуществляется через платформу Zoom один раз в 2 недели, ну или по необходимости чаще, и также по электронной почте. Сначала мы поставили следующие вопросы. Почему получены такие результаты? То есть провели самодиагностику. Что нужно изменить в своей деятельности? Да, определили факторы риска. Как нам добиться желаемых результатов? Это анализ ресурсов, реализация мер. Исходя из анализа текущего состояния школы в соответствии с рисковым профилем, после дополнительной диагностики, обсуждения с куратором были выделены следующие риски. Это недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников, несформированность внутришкольной системы повышения квалификации и пониженный уровень качества школьной, образовательной и воспитательной среды. Рабочей группой, в которую вошли члены администрации, педагог, психолог, социальный педагог, руководители школьных методических объединений, были сформированы концептуальные документы. Это концепция развития, среднесрочная программа и программы антирисковых мер, которые содержат все перечень необходимых мер для достижения позитивных изменений, показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в достижении поставленных целей, сроки и ответственные лица за реализацию каждого мероприятия. Документы, подтверждающие работу над проектом, текущими значениями выбранных показателей, их анализом, после согласования с куратором, размещаются в информационной системе проекта в личном кабинете. Кроме этого, на официальном сайте образовательной организации создан раздел проекта, обеспечено его ведение в период реализации проекта. Своевременно проводился мониторинг размещения отчетных документов в личном кабинете и на официальном сайте. За период реализации проекта проведен ряд мероприятий, направленных на преодоление рисковых профилей школы. Вот два риска, они как бы так созвучны, да? Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации и недостаточная предметная методическая компетенция педагогических работников. Была оказана методическая помощь при аттестации педагогов. 4 педагога аттестовались у нас на первую квалификационную категорию. Прошла методическая неделя использования индивидуально дифференцированного подхода в организации учебно-воспитательного процесса, выявлены эффективные практики преподавания отдельных предметов. Так, 6 педагогов представили свой опыт работы. Прошел методический семинар «Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений обучающихся», на котором 3 учителя поделились опытом работы по данной теме. Отмечается активное участие учителей в семинарах, вебинарах разного уровня. Так, за 2021-2022 учебный год 17 педагогов приняли участие в 136 вебинарах и семинарах. 20 педагогов, это почти 80%, повысили свое мастерство на курсах повышения квалификации. Это и большинство из них это семинары, вебинары, проводимые Институтом повышения образования. Да? Это республиканский семинар «Личный кабинет педагога. Индивидуальный образовательный маршрут» как инструмент профессионального саморазвития. Это и конференция «Эффективный учитель для эффективной школы», реализация требований обновленных стандартов в работе учителя, курс «Функциональная грамотность» обучающихся, прошли 8 педагогов. И после него 2 педагога участвовали в районном семинаре, представили свой опыт по данной теме. То есть, как уже отмечалось, да, что необходимо после курсовой подготовки, чтобы учителя продолжать их сопровождение. Методический марафон «Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников» приняли участие 2 учителя. Разработана дорожная карта внедрения целевой модели наставничества. Создан банк детей, которые составляют группу риска с низким уровнем мотивации с целью последующей разработки программы по работе с данной категорией учащихся.
Прошел педагогический совет по теме организации работы с детьми, имеющими трудности в обучении, который помог учителям выявить основные причины неуспеваемости школьников и определить меры профилактики, пути и способы решения этой проблемы. Проведены индивидуальные консультации с родителями обучающихся группы риска психологом школы. С целью профилактики профессионального и эмоционального выгорания педагогов большая работа проводится психологом школы. И мы очень рады, что у нас в школе есть педагог-психолог. Она проводит педагогические, психологические мастерские. Это призвание учитель, круглый стол, не рождаются трудными дети, просто им вовремя не помогли, на котором она предлагает алгоритмы подхода оказания помощи ребенку, испытывающему трудности в обучении и взаимодействии с другими людьми. Все подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию прикреплены в личном кабинете проекта и на официальном сайте образовательной организации. Заместителем директора, директором образовательной организации в течение февраля-июня еженедельно принимали участие в вебинарах методического марафона «Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников» и использовали материалы семинара в работе над проектом. Так вот, по формирующему оцениванию мы очень много взяли вот как раз с методического марафона. Провели мы повторный мониторинг, и если посмотреть на слайд, да, то видно, что наблюдается положительная динамика. И анализируя пока промежуточные итоги, да, можно сказать, что на конец учебного года качество по школе у нас повысилось почти на 4%. Учителя составляют программы по самообразованию, используют в работе современные педагогические технологии. Повысилось качество проводимых в школе воспитательных мероприятий. Классным руководителям отслеживается прогресс каждого ученика. Ведется банк одаренных учащихся. 257 человек, это почти 70% школы, они являются победителями, призерами мероприятий различного уровня, от школьного до всероссийского. Большая работа проводится учителями-предметниками по работе с учащимися, имеющими академическую задолженность. В школе созданы условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а их у нас 4. Ведется обучение по адаптированным программам, проводятся занятия с психологом, обучение по индивидуальному учебному плану. Увеличилось число участников школьного и муниципального этапа Олимпиады и даже и регионального. 4 человека в прошлом году выезжали у нас на республиканский этап. Число победителей и призеров муниципальных мероприятий также увеличивается. Сотрудничество с родителями на хорошем уровне. Родители принимают активное участие в родительских контролях питания, родительских патрулях. Школа второй год участвует в проекте «Народный бюджет» и становится победителем. Конечно, есть у нас еще над чем работать. По-прежнему у нас сложности с результатами основного государственного экзамена. Но, тем не менее, если сравнить результаты прошлого года и этого года, все равно, пускай небольшая, но динамика есть. По русскому языку у нас увеличилось качество, по математике качество не увеличилось, зато увеличилось вот уровень обученности. Но, тем не менее, мы видим, над чем нам нужно работать, и продумываем, стараемся изменить что-то, внести коррективы в свою работу. Таким образом, благодаря инструментам взаимодействия с куратором, а это анализ, взаимодействие, планирование, контроль, можно сделать вывод о положительной динамике в управлении и обеспечении качества образования. Ну и немножко о планах на сентябрь-октябрь. Сейчас у нас готовится семинар «Исследования на уроке», тоже по материалам марафона. Также пройдет методическая неделя формирования функциональной грамотности на уроках. Прошла у нас уже психологическая мастерская «Призвание учитель». И пройдет, также готовится психологический тренинг «Коммуникативная компетентность педагога». Так, все. Да. Благодарю за внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо, Наталья Владимировна. Коллеги, пожалуйста, есть ли вопросы, реплики какие-то?
То есть мы видим, что очень важно, чтобы сложилось вот такое взаимодействие, да, между школьной командой, школы участника проекта, и между куратором, да, и, может быть, тоже школьной командой той школы, которую представляет куратор. Сегодня с нами здесь в зале присутствуют несколько кураторов. Здесь и кураторы школ Сыктывкара, и куратор школы Сысольского района, да, Приозерного. И мы видим, что действительно вот такая слаженная командная работа, коллега вот из Печоры у нас была тоже, отошла, важно, чтобы вот это взаимодействие, оно сложилось. А для этого можно использовать самые разнообразные инструменты, самые разные техники. И даже если вы живете в различных муниципалитетах, современные инструменты онлайн дают нам возможность выстроить эффективное взаимодействие. И, конечно, очень важна в этом взаимодействии роль и муниципальных координаторов, которые могут помочь школьным командам найти ресурсы не только внутри своей образовательной организации, да, но и его внешнем окружении. Дальше, коллеги, мы переходим к обсуждению возможностей, которые дают школам-участникам проекта участие в других проектах. В проекте «Школа Минпросвещения России» у нас участвуют 4 школы участника проекта 500+. Одна школа прошлого года, 21-я школа, это Палевицкая школа, и 3 школы, которые в этом году участвуют в проекте: Кибаньюльская школа, школа Нивширы и Цилимская школа. На связи с нами подключается заместитель директора по учебной работе Кибаньюльской школы Ирина Григорьевна. Ирина Григорьевна, пожалуйста. Нас не видно. А нас не видно, да? Да, мы вас слышим, но пока не видим. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, мы вас видим, мы вас слышим. Пожалуйста, вам слово. Каким же образом участие в федеральных проектах позволяет вам преодолеть пониженный уровень качества знаний на уровне основного общего образования? Как вы это все встраиваете в реализацию задач проекта 500+? Спасибо. Школа участвует в 3 федеральных национальных проектах. Так, что-то у нас не перелистывает. Можно? Подождите. Так, спасибо. Это федеральный проект «Современная школа» национального проекта образования. В рамках проекта с 1 сентября 2020 года на базе школы начал свою работу Центр образования цифрового и технического профиля и точка роста, созданный для развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ. Были оборудованы 2 кабинета. Также школа вошла в программу 500+. Это программа поддержки для школ с низкими образовательными результатами. Правда, мы до сих пор не знаем, по каким показателям мы вошли в эту программу. Мы не относимся к школам с недостоверными результатами ВПР, а также у нас не было результатов ВПР на недопустимом уровне. Но участие в этом проекте имеет свои плюсы. Мы выявили проблемные зоны в развитии школы и начали работы по их преодолению. Благодаря участию в федеральной программе капитального ремонта школ, целью которой является создание современной образовательной среды, было отремонтировано основное здание школы, произведена закупка оборудования, прошло повышение квалификации учителей. Качество образования – это процесс постоянного совершенствования. Это соответствие образовательного результата ожиданиям самих обучающихся и их родителей. Оно складывается из высокого уровня профессионализма педагогов, из материально-технического обеспечения школы, из создания комфортности в обучении школьников, соблюдения санитарно-гигиенических норм и, конечно же, прочности знаний учащихся. Участвуя в программе 500+, на основе имеющегося рискового профиля, при поддержке и консультации с куратором, школа определила рисковое направление, по которому будет организована работа, направленная на их устранение. Это несформированность внутришкольной системы повышения квалификации и пониженный уровень качества школьной, образовательной и воспитательной среды. Первое рисковое направление мы здесь рассматривать не будем, работа по нему успешно ведется. Проблемой школы являются образовательные результаты на основном уровне образования, в основном с 6 по 8 класс.
По результатам 2021-2022 учебного года доля лучших и отличников в начальной школе составляет 42%, в средней школе 50%, в основной школе только 26%. Еще больше нас беспокоит неуспеваемость в основной школе. По итогам прошлого учебного года с академической задолженностью закончили учебный год в основной школе 5 учащихся, и несколько человек оставлены по заявлению родителей на повторный курс, причем это учащиеся с хронической неуспеваемостью. В результате анкетирования участников образовательных отношений по аналитике ФИОКа был выявлен пониженный или низкий уровень мотивации. Этот показатель составил 50% из 100% опрошенных учащихся 6 и 8 классов. Низкий уровень мотивации к учебе учащихся подросткового возраста является общей проблемой российской школы. Кроме этого, по результатам анкетирования было выявлено, что 18% опрошенных учащихся регулярно подвергаются буллингу в школе. Проблема буллинга также может быть связана с отсутствием мотивации у части подростков. Неуспешность в учебной деятельности может вызывать агрессию по отношению к сверстникам. Как же мы будем использовать тот потенциал, который нам дает участие в федеральных проектах? Педагогическим коллективам поставлена цель повысить уровень мотивации учащихся основной школы путем интеграции урочной и внеурочной деятельности, используя имеющиеся ресурсы – кадровые, материально-технические, тем самым снизить проявление буллинга среди подростков. Достижения наших педагогов. За последние, так как учитель является главной движущей силой качественного образования, то мы хотим рассказать о достижениях наших педагогов. За последние 10 лет все учащиеся 9-11 классов, допущенные к итоговой аттестации, получили аттестаты. И я хочу сказать, что мы вот эти 10 лет обходимся без сентябрьского периода пересдачи. Высокая эффективность участия в муниципальном и республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Эффективность участия школы в муниципальном этапе в 2022 году составила 51%, в республиканском этапе 75%. 2 педагога, учителя русского языка и математики, Игнатова Галина Ивановна и Борзова Мария Семеновна, оказывают методическую помощь учителям района, имеющим низкие результаты по ГИА на уровне среднего образования. Учитель математики Степаненко Дмитрий Юрьевич является региональным тьютором по математической грамотности. 80% педагогического коллектива прошли курсы повышения квалификации по обновленным ВГОС, по функциональной грамотности. Также была создана школьная команда по обучению в школе Минпросвещения. 7 педагогов из 26 ведут программы дополнительного образования. Школьными программами охвачено 176 учащихся из 216. Кроме этого, дети посещают учреждения дополнительного образования райцентра. Считаем, что коллектив способен выполнять задачи, поставленные перед ними, справляться с негативными явлениями, имеющимися в школе. Для повышения мотивации учащихся считаем важным заинтересовать учащихся самим пребыванием в школе. Для этого необходимо, чтобы они были вовлечены во внеурочную деятельность и активно в ней участвовали, особенно учащиеся с низкой успеваемостью. Благодаря федеральным проектам появилась возможность кардинально обновить материально-техническую базу для урочной и внеурочной деятельности. На базе кабинетов «Точка роста» проводится кружок шахматы, кружки по робототехнике, юный информатик. Кроме этого, эти кабинеты оснащены наглядными пособиями, тренажерами для проведения уроков ОБЖ. ОБЖ в школе преподается с 5 класса, и очень важно, чтобы этот предмет имел практическую направленность. Но проблемой школы является то, что пока в школе не используются 3D-принтер, квадрокоптеры, виртуальные очки, сложность состоит в перегруженности учителей информатики. Возможный путь решения проблемы или привлекать специалистов других организаций для работы на базе нашей школы, или обучить педагогов других специальностей. Для повышения мотивации к изучению такого сложного предмета, как химия, у нас ведется кружок химии
с 5 класса, так как у нас имеется все необходимое оборудование для проведения этого кружка. И, конечно же, кружок имеет полностью практическую направленность. В начальной школе проводится кружок по экологии, занятия по робототехнике. И я считаю, что и в основной школе эти дети будут иметь уже более высокий уровень мотивации к изучению этих предметов. По программе капитального ремонта школ мы получили комфортную среду, светлое, теплое и хорошо отремонтированное здание основной школы. Новое здание понравилось всем, у нас даже стало меньше проблем со сменной обувью. Также в рамках программы была профинансирована закупка необходимого оборудования для преподавания ОБЖ и НВП. Это тренажеры по правилам дорожного движения, макеты оружия, оборудование для обучения навыкам первой медицинской помощи. Поступило оборудование для кабинета географии, биологии, физики, химии, компьютерная техника. Оборудована комната детских инициатив. Участие в проекте Минпросвещения позволило улучшить практическую направленность преподавания этих предметов, что, по нашему мнению, приведет к лучшему усвоению этих учебных дисциплин учащимися, будет способствовать повышению заинтересованности учебной деятельности и в конечном итоге повышению мотивации, но и улучшению качества обучения и качества знаний среди учащихся основной школы. В рамках участия в проекте 500+, до 2024 года педагогическим коллективом запланированы следующие результаты. Это повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды, снижение уровня проявлений буллинга среди учащихся до 5%. Повышение информированности родителей в вопросах профилактики буллинга, повышение компетентности педагогов школы в вопросах профилактики буллинга среди учащихся и повышение уровня мотивации к учебной деятельности у 75% учащихся. Оценка достижений планируемых результатов осуществляется при помощи диагностического обследования учащихся 5-9 классов с целью мониторинга динамики мотивационных процессов в учебной деятельности, выявления агрессивных реакций, изучения взаимоотношений в классе на основе отзывов педагогов школы и отзывов родителей. Общее образование и дополнительное образование – это две части одного целого, гармонично дополняющие, позитивно влияющие одна на другую. Только вместе они могут создать систему обучения, которая затрагивает все аспекты развития школьников – интеллектуального, физического, психологического, морально-нравственного, социального и творческого. Эта взаимозависимость и объясняет позитивное влияние занятий в дополнительном образовании на успеваемость школьников и повышение качества образования в школе. И мы считаем, что вот участие в этих 3 национальных федеральных проектах, оно окажет огромное такое положительное влияние и приведет действительно к более высоким результатам, в частности, в обучении учащихся в основной школе. Ну и спасибо за внимание. Всем творческих успехов. Мы благодарим команду Кибаньёльской школы. Коллеги, скажите, пожалуйста, были ли у вас какие-то трудности, сложности вот на этапе вхождения в эти различные проекты? Были ли какие-то сомнения по поводу того, надо ли в них участвовать, не надо ли участвовать? Ну, знаете что, вот когда нам, конечно, вот эти современные кабинеты оборудовали, точка роста, была одна радость. И, наверное, и желание работать, потому что новое оборудование, в котором мы очень нуждались, оно долго нам не поступало. И, конечно, вот когда нам сказали, что будет вот эта программа капитального ремонта школ, мы тоже были очень обрадованы. И не только самому ремонту, и тоже вот этому оборудованию, которое нам поступило. Ну, конечно, вот программа 500+, да, мы как-то внутренне очень сильно сопротивлялись, мы задавали вопросы, почему мы в эту программу вошли. И до сих пор у нас, конечно, вопросы остались. И вместе с тем, да,
Вот эта программа, может быть, то, что нас в нее вовлекли, я уже сказала, она вот, и вот то, что проведено было анкетирование, дальше мы уровень мотивации сами еще, тоже психолог провел работу с учащимися с 5 по 9 класс, и действительно выяснилось, что да, пониженный уровень мотивации в основной школе, и с этим надо что-то делать. То есть надо работать, потому что от уровня мотивации полностью зависит качество знаний учащихся, их уровень, их успеваемости. Работать и с обучающимися, да, с уровнем их мотивации, и, конечно, работать со школьной командой, да, чтобы все эти новые возможности, которые вам открылись в рамках участия в проектах и в точке роста, и в школе Минпросвещения, да, вот то оборудование, которое вы получили, кто-то должен с этим работать и использовать его эффективно, да, чтобы это шло на пользу ребятам, да, на повышение качества их результатов. Но самое главное, что, конечно, участие в этих проектах, оно усилило как раз преподавание именно практической направленности. Да, это тоже очень важно, да, чтобы... важно. Для детей это очень важно, это, наверное, самое важное. И ребята видят, да, вот ту значимость того, что они изучают непосредственно на уроках, да, как это можно в своей жизни применить для решения разнообразных практических задач. Потому что системно-деятельностный подход как раз вот так и применяется, когда дети могут потрогать, пощупать, что-то сделать сами. И вот участие в этих проектах, оно дает такой синергетический эффект, да? Обязательно, да. Надеемся, что действительно динамика будет положительная, динамика будет серьезная. Возможно, уже на будущий год, да, государственная итоговая аттестация покажет хорошие результаты. Но государственная итоговая аттестация у нас пока вот 100% у нас получили аттестаты. Я уже сказала, в течение 10 лет, но мы будем ждать роста именно качества знаний. Да, да, чтобы высокий уровень. Больше было роста на высоком уровне, да. Да, да. Спасибо, коллеги. Благодарим вас за то, что вы нашли возможность принять участие в нашей интерактивной сессии. И мы продолжаем нашу работу. Передаем слово коллегам, которые собрались у нас в студии. Приглашаем школу села Нивширы, Людмила Александровна Королева, преодоление пониженного уровня качества знаний через участие школы в федеральных проектах. Пожалуйста, как у вас это происходит? Как участие в проекте школы Минпросвещения России? И точка роста, по-моему, у вас тоже есть, да? Да. Да. Как это все помогает повышению качества образования? Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде чем перейти к теме выступления, хочется немножко рассказать о своей школе, в которой я работаю 27 лет, и последние 7 лет являюсь директором этой школы. Муниципальная общеобразовательная школа Нившира расположена на территории администрации сельского поселения Нившира. Наше село расположено в 115 километрах от районного центра Карткирос и в 165 километрах от города Сыктывкара, то есть достаточно удалено от культурных центров. В настоящее время в школе обучается 111 учащихся, 47 детей находятся в трудной жизненной ситуации, то есть имеют статус малоимущих, и многодетных семей в нашей школе 12. На сегодняшний день в школе работает 22 педагогических работника, из них 2 молодых специалиста. Мы ждем до Нового года еще 2, тех, которых в прошлом году проводили в армию. Высшую и первую квалификационную категорию в школе имеют 9 человек, и средний возраст педагогического коллектива у нас 48 лет. В школе трудится дружный и творческий педагогический коллектив, готовый узнавать новое для достижения поставленных целей, для повышения образовательных результатов. Тема нашего выступления – преодоление пониженного уровня качества знаний через участие школы в федеральных проектах. Как выступали здесь у нас предыдущие ораторы, мы также являемся участниками нескольких проектов. В 2020 году наша школа была участником федерального проекта по
центром точки роста. В 2022 году в соответствии с методикой выявления ШНОР на основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе о данных о качестве образования, наша школа вошла в число общеобразовательных организаций, отобранных для участия в проекте 500+. А затем и федеральный проект «Школа Минпросвещения России». Так как в нашей школе проводится капитальный ремонт, он еще до сих пор идет, и конечный срок 30 ноября поставлен. Считаем, что участие в данных проектах даст возможность по-новому построить образовательный процесс, взаимодействовать с родителями и с представителями социума, улучшить школьную инфраструктуру, школьный микроклимат, и все это в итоге даст возможность повысить качество образования наших детей. Здесь много говорилось уже о проекте 500+. Я бы хотела немножко рассказать об участии в проекте «Школа Минпросвещения России». Нужно сказать, что все педагоги в летний период включились в работу, все 100% прошли курсы как раз школы Минпросвещения России. Так же, как и другие участники данного проекта, мы провели самодиагностику. Так, куда мне нажимать? Нет. Угу. По результатам проведенного самообследования было выявлено, что школа соответствует критериям и показателям модели школы Минпросвещения России на уровне ниже базового. Было выявлено, что недостаточно ведется работа как раз по направлению профориентация. Мы рассмотрели 5 направлений, и был нами, командой школы, был разработан перспективный профиль по всем данным направлениям. Направление знания. Как я уже сказала, школа находится ниже базового уровня. По направлению знаний тоже очень много проблем. И мы поставили перед собой задачу, чтобы к концу 2023 года, то есть учебного 2022-2023 года, школа могла выйти на средний уровень, и для этого нам необходимо обновить систему ВСОКов на школьном уровне и разработать локальные нормативные акты по организации получения образования обучающихся с ОВЗ. Когда мы работали над данным профилем, в школе у нас не было детей с ОВЗ, но на сегодняшний день уже появился один ребенок с ОВЗ, и нам необходимо нормативные акты привести в порядок как раз в этом направлении. Также до конца 2024 уровня мы средний уровень достичь мы планируем за 2 учебных года. Значит, в следующем учебном году мы планируем разработать программу мероприятий по развитию инклюзивного образования. И часть педагогов должны пройти курсы повышения квалификации по организации обучения обучающихся с ОВЗ. В 2025 году мы планируем перейти на полный уровень. Для этого планируем разработать методические рекомендации по материально-техническому обеспечению, открытие предметных классов, приобретение лабораторного оборудования. И тогда же планируем создать школьный библиотечный информационный центр. По направлению здоровья нужно сказать, что большая работа ведется у нас по физкультурно-оздоровительной работе, по спортивно-массовой работе. Но чтобы достичь нам полного уровня, все-таки нужно провести ряд мероприятий. В 2023 году мы планируем
вернее, до конца 2023 года планируем разработать программу здоровья сбережения. Она у нас, конечно, есть, но нужно доработать ее. Установить в школе скалодром и спортивные тренажеры. Осуществлять доступ к спортивной инфраструктуре для семей с детьми, родителями и жителям села. И, что немаловажно, организовать двухразовое горячее питание. И мы планируем, что мы охватим этим не менее 80% наших учащихся. До конца 2024 года мы планируем выйти на полный уровень. Для этого необходимо приобщить родителей, молодежь, односельчан к совместной физкультурно-оздоровительной работе в школе. По направлению воспитания до конца 2023 года мы планируем выйти на средний уровень. Для этого необходимо организовать штаб, совет воспитательной работы. Конечно, у нас есть... Забыла. Совет родителей, да. Но все-таки мы хотим привлечь и наших отцов, чтобы они тоже включились в работу. Не только мамы приходили в школу. Продолжить работу по организации внутришкольного пространства, создать центр детских инициатив, зоны отдыха для детей и учащихся, и, что немаловажно, для преподавателей. Ну и сейчас большая работа ведется по проекту «Орлята России» для начальной школы. Мы думаем, что с этим мы справимся, и в конце 2023 года у нас появятся свои орлята. К концу 2024 года мы планируем выйти на полный уровень. Для этого планируем создать школьный медиацентр, школьную газету, радио и телевидение. Здесь хочется сказать, что все это, конечно, у нас когда-то лет 10 тому назад уже было, и телевидение, и газета. Но так получилось, что перестало существовать, и вот теперь мы опять возобновляем эту работу. Создать в школе движение «Юная армия» и организовать обучение на курсах повышения квалификации. Опять же, часть педагогов должны пройти курсы в сфере воспитания. Если говорить по направлению творчества, то здесь нужно сказать, что хоть у нас и есть центр точки роста, но у нас есть и проблемы, и как раз эти проблемы сегодня тоже звучали, именно кадровый вопрос. Как сказали представители Кебан-Йоля, стоит у нас тоже 3D-принтер, но на нем работать некому. Есть у нас квадрокоптеры, но задействованы они не в полном объеме. Поэтому хочется, конечно, найти молодых людей, те, которые бы могли все это детям показать, рассказать и применить в работе. Также мы планируем, как уже сказала я, организовать центр детских инициатив. Я думаю, что в конце капитального ремонта это у нас будет. Создать дополнительные музейные экспонаты в школе. На сегодняшний день их у нас несколько, и мы будем продолжать собирать материал. Создать школьный театр и музыкальный коллектив. Ну а для того, чтобы достичь полного уровня, мы планируем на следующий учебный год все-таки организовать школу полного дня и организовать сетевое взаимодействие с различными организациями села и района. Ну и самое такое больное направление – это профориентация. Опять же, нужно сказать, что эта работа раньше тоже велась, но так получилось. Как-то мы работу эту подзабыли. И сейчас мы возвращаемся к этому. Планируем разработать и реализовать календарный план по профориентационной работе, привлечь учащихся к участию в проекте «Билет в будущее»,
заключать договора с представителями района, разрабатывать сетевые программы профориентации совместно с колледжами и с вузами. Ну и чтобы выйти на полный уровень, мы планируем оборудовать тематический класс по профориентации, ну и организовать психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. К сожалению, в нашей школе нет своего психолога. Психолог у нас приезжает с районного центра, и, как вы понимаете, приезжать постоянно она с нами работать не может. Она приезжает раз в четверть, иногда бывает раз в полгода, поэтому вот это для нас очень большая проблема. Ну и участие в школе Минпросвещения России предполагает получение качественного обучения, включает вопросы сохранения и укрепления здоровья, объединяет меры всестороннего гармонического развития личности ребенка, способствует формированию целостного мировоззрения на основе традиций и истории России, обеспечивает возможность пробы, получения опыта, осознанный выбор профессии и траектории развития после школы. Кто-то сказал, обучение – это как лечение. Нет единого готового рецепта. И мы с этим согласны. Качество образования задает качество жизни человека и общества. Наша задача и совместно, и каждому искать пути повышения качества образования. Ведь качество образования – это итог деятельности школы, то есть нашей работы. Спасибо за внимание. Спасибо. Вот скажите, пожалуйста, коллеги, мы с вами все знаем, да, что во втором полугодии ФИОКа поставила перед нами задачу в рамках проекта 500+, пересмотреть еще раз свои документы, концептуальные документы, среднесрочную программу, антирисковые программы. Вот скажите, пожалуйста, результаты самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» каким-то образом натолкнули вас на то, чтобы пересмотреть свои концептуальные документы в рамках проекта 500+. Да, мы сейчас работаем над этим, чтобы то, что антирисковые программы и то, что у нас по направлениям мы ставим себе в планы какие, чтобы их как-то совместить, да, чтобы мы могли двигаться в одном направлении, скажем так, и там, и там. То есть вот такая углубленная самодиагностика, да, по методике, предложенной в проекте «Школа Минпросвещения России», она дает возможность также увидеть, да, и свои дефициты, да, и свои возможности. Да, и вот вы даже представили уже в долгосрочной перспективе до 2025 года, что вы можете сделать для того, чтобы достичь полного уровня, да, в проекте «Школа Минпросвещения России». А по сути это ведь тоже достижение результатов проекта 500+, достижение качества образования. То есть вот мы видим, что действительно, если мы принимаем участие не в одном проекте, а в нескольких сразу, то мы должны суметь грамотно их интегрировать, увидеть возможности одного проекта для достижения результатов другого проекта. Участие в проекте 500+ дает вам возможности использования его результатов в проекте «Школа Минпросвещения России». Да? То есть вот такое взаимообогащение идет за счет участия в различных проектах. Спасибо. Я думаю, что вот в этом нас с вами сможет убедить и Сергей Васильевич Гущин. Действительно, мы с вами можем увидеть, как участие в проекте «Школа Минпросвещения России» может нам помочь в преодолении риска недостаточно выстроенной внутришкольной системы повышения квалификации педагогов в рамках проекта 500+. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Я тоже попытаюсь сегодня рассказать о том, как участие в разных проектах федеральных может повлиять на рост образовательных результатов в школе. И наша школа участвует тоже в 3 проектах. У нас и «Точка роста» есть, и 500+, мы попали в этот проект, и «Школа Минпросвещения России». Сегодня я более подробно, конечно, остановлюсь на вот этих 2 проектах. Это 500+, и «Школа Минпросвещения России». Но
Вначале несколько слов о нашей школе. Так, не переключается. Ага, вот. Вот так выглядит сейчас наша школа. Да, это здание нашей школы. У нас идет ремонт капитальный, и еще не скоро. То есть только лишь 31 августа 2023 года планируется завершение ремонта. Поэтому нас впереди еще ждет, конечно, довольно-таки трудный год. Вот мы сейчас учимся, учебный процесс происходит. Так, можно следующий слайд? Вот, в здании пришкольного интерната. Он тоже выглядел вот так вот, недавно только стал выглядеть вот так хорошо. В августе его обшили, утеплили, и надеюсь, что будет тепло. Но там, конечно, тесновато, и приходится учиться 2 смены, что накладывает ряд проблем на организацию учебного процесса. Так, ну, несколько слов о школе. У нас работников школы всего 40, количество педагогов 19, из них учителя это 17, еще есть 2 воспитателя интерната, узкий специалист 1, так, с высшим образованием 15, со средним профессиональным образованием 3. Так, 5 учителей у нас имеют высшую категорию, 2 учителей с 1 категории. Так, средний возраст 50 лет наших педагогов. То есть, конечно, старение коллектива, оно наблюдается. 4 методических объединения. Есть точка роста, я уже говорил. У нас также организовано профессиональное обучение. Мы подготавливаем трактористов категории Б и С. Так, ну и ежедневный подвоз осуществляем из 2 деревень, которые расположены в 10 и 20 километрах от школы. Ну, интернат так как закрыли, да, и из одной из деревень мы в этом году начали подвозить ежедневно. Ну, вот это общая информация о школе. Теперь мы попали в программу 500+, зимой 2022 года, и получили там несколько рисков. Из этих рисков мы для себя решили выбрать несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. Почему мы решили остановиться именно на этом проекте? Дело в том, что, на наш взгляд, через повышение квалификации учителей мы создадим условия для развития каждого ученика. И тем самым мы сможем решить и другие риски тоже. Да, потому что все-таки от учителя много зависит, очень даже много. И поэтому повышение квалификации учителей позволит решить другие проблемы. Нами были разработаны концептуальные документы, концепция развития до 2025 года, среднесрочная программа развития на 2022 год, программа формирования внутришкольной системы повышения квалификации. Вот, также составлена дорожная карта, она сейчас дорабатывается. Дорожная карта была выстроена в четкой последовательности, то есть начиная от диагностики до создания некой модели методической службы школы. Ну, работа ведется у нас постоянно, всегда, то есть это не значит, что мы вот сейчас только начали работать. Да? Понятно, что учителя проходили квалификацию постоянно. Вот на данном слайде показана диаграмма как раз участия в курсах повышения квалификации учителей. И мы видим, что, например, в 2022 году все учителя прошли курсы. Причем понятно, что это не по одному курсу. То есть как минимум все прошли по 3 разных курсов. Я, например, вообще 5 прошел курсов. Да. Это, кстати, тоже проблема, потому что некая усталость и утомление от этих курсов, она тоже наблюдается. Почему, вот, например, я очень с большим трудом учителей наших мы просто-напросто уговорили участвовать вот в курсах, которые были в рамках школы Минпросвещения. Правда, усталость есть, тем более, что в период отпуска учителя работали, но прошли все-таки курсы, пошли нам навстречу и участвуют активно.
Так, кроме того, все учителя в рамках повышения квалификации готовят планы по самообразованию. Мы проанализировали цели и задачи вот этих планов по самообразованию, и большинство целей и задач, они как раз направлены на повышение качества образования. И, соответственно, конечно же, это тоже говорит о том, что повышение квалификации, а планы по самообразованию тоже повышение квалификации, они работают у нас в школе. Вот. Другое дело, что надо, конечно, к этому подходить, может, более глубоко и серьезно. Кроме того, в школе организовано наставничество по мере необходимости. Это понятно, да, что когда появляется, например, у нас пару лет назад пришла в школу молодой педагог, она не имела опыта работы в школе вообще. Да, в начальную школу она пришла. И, конечно, к ней был прикреплен наставник, опытный педагог, и они вместе прорабатывали, да, то есть была выстроена некая система знакомства, там, да, поддержка, планирование, стажировка и контроль. Вот. Также у нас есть, например, молодой педагог, который сам по образованию физик, но вынужден вести предметы, там, например, историю. Ну, школа маленькая, у нас всего 86 учеников, и, как вот сегодня уже говорили про кадровый голод, да, в некоторых школах, у нас такая проблема тоже существует, но нам сложнее, потому что, например, вот у нас ушла в этом году на пенсию, буквально перед началом учебного года объявила, учили химии. А мне вот даже сейчас приглашать молодого специалиста, учителя, некак, потому что там 7 часов. Вот куда я приглашу молодого человека, например, да, или девушку на такую нагрузку? Поэтому вот это тоже проблема вот таких маленьких сел. Кроме того, мы очень далеко находимся. То есть за нас ехать 10, 12, а то и 13 часов, там 3 переправы паромных. Даже вот райцентр наш, мы находимся от него всего в 40 километрах, но 2 переправы. И поэтому ехать на машине, например, 3 часа. Вот это тоже, конечно, создает свои проблемы и в том числе, в общем-то, отталкивает, и, наверное, молодых специалистов от нашей школы, потому что, не всем охота ездить в такую даль, да, когда каждый год весной и осенью мы отрезаны там от большой земли, оказываемся. Так, есть, конечно, некоторые результаты. Вот на данном слайде слева диаграмма, там показано качество образования по предметам, которые выбирают школьники, это ЕОГ, да, и видно, что, конечно, наверное, все-таки мы попали в эту программу 500+, по объективным причинам, потому что качество образования невысокое. Мало того, по математике и по русскому вот идет снижение. Вот. Но с другой стороны, вот справа диаграмма, мы можем говорить, что все-таки не все так печально, потому что, например, средний балл ГИА за 3 года последних по большинству предметов экзаменационных, он все-таки вырос, да, кроме вот физики и биологии. Остальные предметы идет рост стабильный. То есть, значит, все-таки результаты, они есть, и учителя работают, и их работа, она приносит свои плоды. Кроме того, как одним из показателей качества нашей работы мы можем говорить, это распределение выпускников после окончания школы. 9-11 классов. У нас за последние 2 года 100% выпускников поступали либо в среднее специальное профессиональное учебное заведение, либо в высшее учебное заведение. Вот, учатся успешно. Вот, конечно, мы так проанализировали за несколько лет последних. Не все заканчивают, но это примерно 95% заканчивают все-таки. И, на мой взгляд, это довольно-таки высокая цифра. И то, что они поступают в высшее учебное заведение, в среднее специальное учебное заведение и успешно их заканчивают, это тоже говорит о том, что качество образования у нас вполне достойное. Так, кроме того, одним из показателей успешности является участие в различных конкурсах, олимпиадах и так далее. То есть у нас за последние 3 года как минимум треть учащихся наших, которые участвуют в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по предметам
либо являются победителями, либо призерами. Причем эта цифра довольно-таки стабильна, да, то есть треть участников примерно всегда занимают какие-то места, либо первые, либо там второе, третье. Кроме того, вот ниже перечислен список различных конкурсов и мероприятий, которых наши школьники в прошлом году и уже даже в этом году поучаствовали результативно. Да, то есть это различные музыкальные конкурсы, театральные, конкурсы сочинений, конкурсы чтецов. То есть там наши учащиеся регулярно, стабильно занимают призовые места, либо выходят победителями из данных конкурсов. Так, еще один показатель, который тоже является очень важным, это степень удовлетворенности родителей школой в целом. Да? В году этот показатель вырос довольно-таки существенно. Это тоже, конечно, говорит о многом. Так, летом этого года мы были включены в проект «Школа Минпросвещения России», так как мы являемся школой, где проходит капитальный ремонт. И данный проект, он крайне важен. Мы провели тоже самодиагностику, и, конечно, по многим параметрам мы попали либо базовый, либо даже ниже базового уровня. И, конечно, есть к чему стремиться. Работа предстоит очень большая и сложная. Но сегодня я проведу как раз аналогии, параллель, вернее, между двумя федеральными проектами 500+, и Школа Минпросвещения. Мы проанализировали цели вот этих двух проектов, и выяснилось, что, в общем-то, по многим позициям цели программы 500+, и проекта «Школа Минпросвещения», они совпадают. Да, то есть это цели, которые в первую очередь они направлены на повышение качества образования, помощь школе, развитие ребенка через поддержку каждого учителя. И поэтому мы считаем, что участие в проекте «Школа Минпросвещения» можно рассматривать как один из инструментов по преодолению рисков, которые у нас проявились вот в проекте 500+. Что здесь еще можно сказать? Вот все учителя прошли курсы вот в рамках проекта «Школа Минпросвещения». Там было несколько модулей, в каждом модуле были различные разделы, и мы, когда стали смотреть, какие там разделы, вот тематику этих разделов, вот на этом слайде мы отразили именно те разделы этих курсов, которые как раз непосредственно, в общем-то, связаны с программой 500+. Они позволяют устранить вот эти риски, да, которые у нас выявлены в проекте 500+. И поэтому, конечно, данный факт, он говорит о том, что действительно мы, попав в проект Минпросвещения, Школа Минпросвещения России, мы можем решить свои проблемы и в программе 500+, в том числе. Так, ну, работа по преодолению рисков предстоит длительная. Мы, конечно, школьной командой постараемся сделать все. Сложности, конечно, будут. Этот год вообще будет сложным, потому что идет ремонт, учеба в 2 смены, загруженность, да, то есть сложности будут с внеурочной деятельностью, с доп. Образованием, потому что просто-напросто ни помещения, ни времени нет. У нас, например, нет спортзала даже, да, сейчас. И вот проблема с проведением физкультуры, она довольно-таки остро стоит. Вот. Но через командную, слаженную, грамотную работу и неиссякаемый оптимизм мы преодолеем все трудности и добьемся успеха. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Васильевич. Действительно,
Хочется пожелать успехов всем школам, да, которые вошли в проект «Школа Минпросвещения России». И Сергей Васильевич там очень ярко показал, что действительно есть возможности в этом проекте, которые позволят решить общие для обоих проектов задачи, да, это повышение качества образования за счет тех ресурсов, которые заложены в проекте «Школа Минпросвещения». Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Ну что, мы видим, что действительно необходимо вовлекаться в различные проекты и искать в рамках этих проектов возможности для взаимного решения задач этих проектов. Еще один опыт, интересный опыт использования возможностей и ресурсов проекта «Современная школа», а именно центров «Точка роста», нам представляет Сергей Александрович Мартынов, директор Ясныкской школы. Сергей Александрович, вы сегодня с нами? Есть ли возможность выйти в эфир? Если нет, тогда мы запускаем вашу видеозапись. Можно посмотреть списки участников? Есть у нас Сергей Александрович? Мартынов Сергей Александрович. Не удалось, видимо, подключиться. Ну что ж, тогда запускаем его видеозапись и посмотрим, как в Ясныкской школе используются возможности центра «Точка роста». Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы считаем, что эффективная школа – это школа, которая обеспечивает успех каждого ребенка, а это требует организации образовательного процесса и всей школьной жизни, чтобы собственная деятельность каждого ученика стала превалирующей во всех школьных процессах. Главное условие успешного развития ребенка в школе – это создание и поддержание в ней эффективной мотивационной среды для этапного выявления области его возможной успешности, основанной на принципах позитивизации учебно-воспитательного пространства, поддержания и развития устойчивого интереса ребенка к целенаправленной деятельности, адаптации организационно-педагогической структуры школы к способностям и возможностям учащихся. И сегодня мы с вами в рамках кейса повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс обсудим роль Центра гуманитарного и технологического образования «Точка роста» в формировании благоприятной школьной среды. Меня зовут Мартынов Сергей. Я выпускник КОМИ Государственного педагогического института. Вся моя трудовая деятельность тесно связана со сферой образования. Уже второй год являюсь руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного профиля школы поселка Ясны Сыктывдинского района Республики Коми. Школа имеет статус малокомплектной. Сегодня в школе 69 учащихся и 19 воспитанников, из которых 57 ребят посещают наш центр, и это составляет 82%. Центр образования «Точка роста» в поселке Ясных открыт министром образования Республики Коми Якимовой Натальей в начале 2020-2021 учебного года. Это было весьма значимым событием для школы и для поселка Ясных. Центр образования «Точка роста» создан в рамках национального проекта «Образование. Шаг в будущее» и является одним из центров федеральной сети образования «Точка роста». По итогам 2021 года в нашей республике создано 85 таких центров. В перспективе такие центры будут в каждой школе Республики Коми, и в них каждый учащийся сможет раскрыть свои таланты, возможности и быть успешным. Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона, страны в целом. Центры «Точка роста» важны для развития общекультурных ценностей, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и должны обеспечивать формирование современных компетенций и навыков у школьников. Центр состоит из двух кабинетов, в которых каждый оборудован под школьную внеклассную проектную деятельность. Кабинеты оборудованы современными приборами и инструментами для работы учащихся и педагогов. Оснащение весьма технологично, как вы видите на кадре, и потенциал центра достаточно велик. Наша команда, состоящая из группы педагогов, охватывает все направления работы центра. Учителя реализуют учебные предметы технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Педагоги дополнительного образования раскрывают таланты детей по направлениям медиатворчество, IT-технологии, проектная деятельность, шахматное образование, техническое творчество, объемное моделирование, геоинформационные технологии, технологии виртуальной реальности.
Педагог-организатор обеспечивает участие в различных социокультурных мероприятиях. Педагог-психолог проводит занятия с членами школьной службы примирения, профессиональные консультации. Классные руководители регулярно проводят мероприятия по информационной, экологической, социальной и дорожно-транспортной безопасности. Немного оживим презентацию реальными фотографиями. Все проводимые занятия, мероприятия, уроки показывают востребованность центра. На слайде мы видим показ кукольного театра для воспитанников дошкольной группы. Около 65% программ дополнительного образования реализуются на базе точки роста. На слайде видно, как Наталья Владимировна Якимова и Чураков Степан Викторович увлеклись робофутболом при открытии центра. Видим, как первый класс собирает свои первые технические модели. Виктор Алмазович ведет урок ОБЖ. Он также является руководителем отряда «Юнармия». Юнармейцы школы в кадре. Педагог-психолог проводит в 7 классе социально-психологическое тестирование. На слайде также виден кадр из школьного шахматного турнира. Ежегодно мы проводим турнир по шахматам среди жителей поселка. Этот турнир мы относим к социокультурным мероприятиям. В кадре юноши 8-9 классов изучают очки виртуальной реальности. На базе точки роста проходит дистанционное обучение второго иностранного языка. Этой зимой к нам в гости приезжал мобильный технопарк Ванториум. Ребята занимаются на их занятиях. И эта востребованность дает ожидаемый положительный результат. Первый год работы точки роста принес первые результаты. Успехи и победы ребят нашей школы подтверждаются на районном и республиканском уровнях. Точка роста – это огромная находка и удача для учителей и школьников. Благодаря новейшим технологиям и возможностям уроки перешли на новый эволюционный уровень. За прошедшие 2 года, учтем, что этот учебный год уже близок к завершению, была проделана колоссальная совместная работа учителя и ученика, так как в центре каждый ребенок найдет что-то интересное для себя, а учитель поможет освоить и воплотить это в жизнь. Благодаря точке роста наши дети научились креативно мыслить, находить нестандартные решения, подбирать альтернативные подходы к решению задач, осваивать новые цифровые образовательные ресурсы, анализировать и давать оценку своей деятельности. Но самое главное, что дает центр, это возможность познать себя, открыть и развить свой талант, добиться успеха. Успех возможен только тогда, когда школьная среда благоприятна и комфортна ребенку. Весь педагогический коллектив школы понимает, что только в комфортных условиях можно развить в ребенке качество личности. Родители будут спокойны и удовлетворены, зная, что ребенок находится в комфортных условиях и получает все необходимое для развития. А педагогический коллектив при комфортных условиях сможет более плодотворно работать и творить. Нам всем должно быть комфортно в школе. Мне кажется, тогда жизнь приобретает яркие краски, а настроение становится хорошим. Наши решения мы принимаем вместе, так как система управления должна быть построена на принципе взаимодействия школьной команды. Директор имеет команду из членов административного совета, каждый член администрации свою команду, куда входят дети, учителя и родители. И раскрывая подробнее тему сегодняшнего выступления, мы с вами попробуем определить, что нам недостает для полного счастья. То есть, что нам необходимо, чтобы мы чувствовали себя в школе комфортно и безопасно. Комфортная, благоприятная школьная среда – это внутреннее пространство школы, система ее условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, способствующих их оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации. Развитие во многом определяется средой, в которой он живет. От того, насколько комфортно ему в школе, зависит качество образования и психологическое здоровье обучающихся. В настоящее время определенное количество обучающихся испытывают неустойчивое, дискомфортное состояние, затрудняющее выполнение ими школьных требований, испытывающих трудности в общении с педагогами и сверстниками. В связи с этим наша школа реализует в 2022 году антирисковый профиль «Качественная, результативная школьная образовательная и воспитательная среда» в рамках федерального проекта методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся 500+. Решение проблемы этой направленности я вижу в достижении обучающимся комфорта во время учебного процесса как состояние и качественной характеристики их деятельности. Существуют основные составляющие понятия:
психологическая комфортность, интеллектуальная комфортность и физиологическая комфортность. Психологическая комфортность – это такое состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности, которое указывает на состояние радости, удовольствия, удовлетворения, испытываемое обучающимся, находящимся в школе. Это условия жизни, при которых любой человек чувствует себя спокойно. Ему нет необходимости от кого-либо защищаться. При составлении плана или конспекта урока или занятий необходимо знать, для кого вы это делаете. Учитывать возрастные и индивидуальные возможности обучающихся. Считаю, что источником психологической комфортности является положительное эмоциональное состояние как обучающихся, так и учителя, доброжелательные отношения между учителем и обучающимся, отсутствие негативных факторов в процессе обучения школьников и профессиональной педагогической деятельности. Как же добиться психологической комфортности на уроке? Использовать в своей работе просьбы, а не требования. Использовать методы словесного убеждения, а не агрессивное словесное воздействие. Использовать компромиссное решение спорных вопросов, а не открытую или скрытую конфронтацию. Не допускать стрессообразующих ситуаций. Использовать на уроках методы эмоциональной разрядки. Это шутки, улыбки, может быть поговорки, афоризмы с комментариями. Хочу отметить, что принцип психологической комфортности является ведущим, так как он предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе атмосферы толерантности. Говоря о психологическом комфорте школьной среды в целом, нельзя не сказать о значении классного руководителя в создании в классном коллективе комфортной атмосферы жизнедеятельности, интереса ребенка к реализации потребности стать самим собой, индивидуальному и коллективному творчеству. Работа классного руководителя должна строиться так, чтобы формировать традиции классного коллектива, создавать благоприятный микроклимат в классном коллективе, устранять многие проблемы и другое. Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, учитывает этнокультурные условия среды, в котором находится человек. Интеллектуальная комфортность – это удовлетворенность обучающихся своей мыслительной деятельностью и ее результатами на уроке, а также удовлетворение потребностей в получении новой информации. Хорошо известно, что в подавляющем большинстве 25-30% обучающихся успешно усваивают наиболее трудные предметы, например, математику. Остальные либо лучше справляются с гуманитарными предметами, либо плохо успевают почти по всем предметам. Фундаментальная человеческая потребность самоутверждение заставляет обучающихся занижать ценность школьных знаний, любознательности, старательности, исполнительности, что связано с образом хорошего ученика и хорошей успеваемости. Как добиться интеллектуальной комфортности на уроке? Это использовать смену видов деятельности, использовать методы, способствующие активизации к творчеству и самовыражению самих обучающихся, наличие внешней мотивации, это оценка, поддержка, стимулирование внутренней мотивации обучающихся, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу. Создание ситуации успеха на уроке. То есть необходимо постоянно поощрять интеллектуальные способности обучающихся. И в итоге оценка должна помогать учебе, а не мешать учиться. Физиологический комфорт школьника характеризуется соответствием между телесными, соматическими потребностями и предметопространственными условиями внутришкольной среды. В первую очередь это потребность в пище, в воде, тепле, и так далее, на которых основывается жизнедеятельность человека и которые необходимо учитывать при организации благоприятной внутришкольной среды. Физиологический комфорт связан с сенсорными процессами, характеризующими зрительные, слуховые, тактильные ощущения. Это обеспечение санитарно-гигиенических норм, это свет, тепло, хорошее питание, медицинские услуги, чистота в школе. Организация режима и учебной нагрузки распределяется таким образом, что наши учащиеся максимально увеличивают объем своих знаний. Однако не стоит забывать, что для полноценной работы не менее важным является и полноценный отдых. Школа оборудована удобными рекреациями, зонами отдыха, диванами для отдыха. Это позволяет отдохнуть и переключиться на новый урок. Для проведения школьных мероприятий используется большая рекреация, способная при необходимости вместить учеников с родителями.
И в заключение хотелось бы сказать, что школа – это один из первых социальных институтов, с которыми сталкивается человек в процессе своего биологического и социального становления. Пока ребенок растет и формируется, педагоги, врачи, психологи должны приложить максимум усилий к тому, чтобы школа перестала быть фактором, вредящим здоровью, а наоборот была образцом такой среды, которая способствует полному раскрытию задатков ребенка и реально готовит его к будущей жизни. Спасибо за внимание. Коллеги, мы благодарим Сергея Александровича за представленное видеовыступление. Действительно, мы видим, что те возможности, которые дает нам проект «Точки роста», да, в рамках проекта «Современная школа», дают возможность реализовать нивелировать, наверное, да, те риски, которые возникают в рамках рисковых профилей в проекте 500+. Наша с вами задача научиться интегрировать, да, те возможности, которые предоставляются нам в рамках проектов, те возможности, которые есть во внешней среде. И, конечно, наши с вами внутренние возможности и ресурсы. Все должно быть направлено на достижение общей нашей с вами задачи – это повышение качества образования. Так, ну что ж, подведем итоги нашей сегодняшней встречи. Коллеги, мы увидели, что во многих образовательных организациях есть достаточно много интересных наработок. Коллеги поделились с нами своими инструментами и механизмами по преодолению тех или иных рисков, которые были обозначены в рисковых профилях. То есть мы с вами увидели некоторые ответы на вопрос, что же делать, да, с теми выявленными зонами риска, которые мы обозначили при анализе результатов, в том числе и оценочных процедур. Наша с вами дальнейшая задача – использовать грамотно эти инструменты в практике своей образовательной организации. Коллеги, мы благодарим всех участников нашей сегодняшней интерактивной сессии, тех, кто поделился с нами своими находками, тех, кто подключился к нам, тех, кто присутствует сегодня в нашем зале. И надеемся, что многие идеи, сегодня продемонстрированные, найдут отражение и в вашей профессиональной деятельности в рамках нашего проекта 500+. И, возможно, среди нас есть те люди, которые не являются участниками этого проекта, но, тем не менее, мы считаем, что увиденные практики, они позволят и вам выстроить работу вашей образовательной организации в направлении повышения качества результатов. Коллеги, все, кто сегодня к нам подключился в режиме онлайн, 32 человека у нас было максимально, мы на ваши адреса электронной почты направим электронные сертификаты об участии в нашей интерактивной сессии, а все, кто сегодня присутствует в зале, получают печатные сертификаты. Я думаю, что мы можем отключать наши камеры и уже непосредственно с теми, кто в зале, поработаем.